Не слышим вас. Нам интересно, и нас подключить. Да, мы тоже хотим. У меня такое впечатление, что это какие-то пока посторонние шумы. Да? Ну, это хорошо, если посторонние. Мы сейчас, как самое главное, не услышим и не будем знать. И все. Зато друг друга увидели. Ну да, давайте тут тогда и поговорим. Уважаемые друзья, О. сегодня у нас мероприятие, которое было организовано по инициативе Ульяны Алексеевны Винокуровой, поддержанной якутским отделением Российского общества социологов. Сегодняшний наш круглый стол посвящен светлой памяти Леокадии Михайловны Дробежевой. Сегодня на нашем мероприятии собрались ее ученики, соратники, коллеги, и они будут делиться своими воспоминаниями. И Леокадия Михайловна Дробежева была большим другом нашей республики. Она внесла очень большой вклад в развитие социологической науки, этносоциологии, внесла большой вклад в развитие межнациональных отношений в такое сложное время, как после развала Советского Союза, переходной период, когда формировались новые отношения, когда формировались новые федеративные отношения. И сегодняшний наш круглый стол будет вести Ульяна Алексеевна. Передаю ей слово. Алло, здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола, посвященные памяти выдающегося этносоциолога, нашего большого друга Леокадии Михайловны Дробежевой. Вступительной речью выступил Юрий Иннокентьевич Жегусов, кандидат социологических наук, руководитель якутского отделения Российского общества социологов. Сегодня мы, учитывая ограничения эпидемиологической ситуации, включились в режиме онлайн. И также здесь присутствует несколько человек, рассчитывая на возможность общения с вами лицом к лицу. Нам очень приятно сегодня увидеть вас, наших дорогих коллег, всех, кто сегодня помнит наше общее дело. Все мы с вами связаны именем нашего большого современника, нашего учителя, нашего патриота Российской Федерации, ученого, вложившего свой незаурядный ум, интеллект и волю для гармонизации межнациональных отношений, для развития федеративных отношений, соответствующих как международному опыту, так и чаяниям и желаниям многонационального народа России. Сегодня 40 дней, как с нами нет Леокадии Михайловны, но мы ее не потеряем. Мы будем стремиться быть достойными ее научного, духовного наследия. Мы будем стремиться обучать нашу подрастающую интеллигенцию, наших менеджеров, руководителей всех, кто принимает решения, ценностям, идеям Леокадии Михайловны Дробежевой. Сегодня я бы хотела отметить, что она была образцом уникального материнского начала. Она обладала выдающимся именно социальным интеллектом и деятельной добротой,
Она была устремлена к взаимопониманию и согласию. И для многих соратников и национальных республик Леокадия Михайловна была олицетворением нашей любимой России мать. Я сегодня хочу напомнить, уважаемые коллеги, что было сказано, отмечено о ее выдающемся вкладе в строительство Российской Федерации ведущими руководителями нашей страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что Леокадия Михайловна – это выдающийся ученый, одна из основателей Отечественной школы этносоциологии, и она посвятила себя подвижческому служению науке. Многогранная исследовательская, преподавательская, общественная деятельность снискали ей высокий авторитет и признание. А заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедов был среди тех, кто ее провожал на последний путь. И он сказал, что Леокадия Михайловна являлась примером служения стране на благо упрочения гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России. За многолетнюю деятельность Леокадия Михайловна удостоена премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации. Ее уважали и ценили за честность, открытость, безусловный профессионализм и любовь к родине. Вы видите вот именно момент вручения этой высокой награды. Руководитель ФАДН Баринов, он сказал, что представители ФАДН России тесно сотрудничали с Леокадией Михайловной в решении задач государственной национальной политики. Мы будем помнить Леокадию Михайловну как замечательного специалиста. Леокадию Михайловну связало тесное взаимопонимание с Якутией. Поэтому глава нашей республики Айсей Николаев отметил, что Леокадия Михайловна внесла значительный вклад в изучение межнациональных отношений, этнической и государственно-гражданской идентичности, условий межэтнического согласия в российском обществе. И начиная с 90-х годов, с момента, когда мы строили с вами обновленную Российскую Федерацию, она не раз приезжала в Якутию. В своих исследованиях большое внимание уделяла изучению этносоциальных процессов в республике, отмечая высокий консолидационный потенциал якутян. Выступала в качестве эксперта на научных конференциях, общественных мероприятиях. С Якутией Леокадию Михайловну связывала не только наука, но и большая дружба. Светлая память о выдающемся ученом навсегда останется в сердцах якутян. И такой же высокой оценки также был высказано и экс-главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым. Он сказал, что Леокадия Михайловна в течение многих лет сотрудничала со специалистами в области межнациональных и межконфессиональных отношений Республики Саха-Якутия, неоднократно принимала участие в научных конференциях, форумах в городе Якутска, проводила семинары, мастер-классы, круглые столы по вопросам теории и методологии этносоциологии, социологии межэтнических межнациональных отношений, являлась постоянным консультантом республики в данной сфере. Я горжусь и дорожу дружбой с ней, возможностью консультироваться и получать ее бесценные советы. Их тесное взаимопонимание ознаменовалось еще и тем, что 21 ноября 2012 года, будучи президентом Республики Саха, доктор экономических наук, наш президент Егор Борисов выступал на заседании ученого совета Института социологии. Некоторые из вас были свидетелями этого. Анатолий Дмитриевич, мы с тобой тоже присутствовали.
И он выступал с основным докладом на тему «Национальная политика России. Взгляд из региона». Таким образом, Леокадия Михайловна оказалась в эпицентре двойной турбулентности. С одной стороны, обновляющаяся федеративная Россия, а с другой стороны, разрушение устоев советской социогуманитарной науки. Переходный период суверенизации, становления российского федерализма Леокадия Дробежева создала исследовательскую команду. Много из вас сегодня присутствуют. И эта команда состояла из исследователей из ведущих международных, федеральных и региональных научных центров и совместно с ними разрабатывала новую методологию исследования этносоциальных процессов постсоветской России. Леокадия Михайловна Дробежева была востребована как интеллектуальный строитель трансформирующейся России. С обновлением сейчас Конституции Российской Федерации мы с вами вступаем на новый этап. И научное наследие нашей Леокадии Дробежевой нам следует еще основательно, углубленно изучить перед вызовом нового времени, чтобы искать ответы на новые вызовы. И сегодняшний наш круглый стол направлен именно на такое интеллектуальное взаимодействие со светлой памятью о нашем дорогом учителе, о нашем дорогом ученом и друге. Поэтому, открывая сегодняшний круглый стол, мы хотели бы, уважаемые соратники, коллеги, друзья, нашей Леокадии Михайловны, провести сегодняшний круглый стол в формате непосредственного человеческого общения. Мы рассчитываем на то, что мы с вами будем сегодня строить духовный облик Леокадии Михайловны, вернем ее в наши ряды, вспомним ее. Может быть, кто-то вспомнит различные эпизоды их совместной встреч, работы. Может быть, кто вспомнит даже ее молодой студенткой, начинающим исследователем. Может быть, вспомнится ее как научного руководителя, может быть, как коллегу. Много. У каждого своя история памяти. Мы будем с вами говорить непосредственно. И кто желает высказаться, можете поднять руку, написать в чате, что вы желаете выступить. Но мы сейчас сначала будем немножко, согласно нашему примерному сценарию, сначала мы покажем видеопрезентацию, интервью Леокадии Михайловны. У нас в Якутии. Мы сейчас с вами сидим в краеведческом историческом зале Национальной библиотеки нашей республики. В этом зале мы многократно встречались с Леокадией Михайловной. Мы с ней здесь разговаривали. И мы выбрали этот зал именно поэтому. Здесь витает светлый дух Леокадии Михайловны. Затем мы попросим слова у Лилии Борисовны Сагитовой. Она написала совершенно замечательную научную биографию Леокадии Михайловны еще 10 лет тому назад. Да? Это будет интересно. Затем мы с вами послушаем видеовыступление Маршер Мандельштам-Балзер, профессора, главного редактора журнала Anthropology and Archaeology of Eurasia, Университет Джорджтаун. Затем мы с вами будем презентовать электронную подборку трудов Леокадии Михайловны Дробежевой на базе данных Национальной библиотеки нашей республики. Вот в эти дни, в эти скорбные дни, наши библиотекари занялись увековечиванием, оцифровкой
трудов Леокадии Михайловны. И после этого мы с вами займемся непосредственным межличностным общением. Кто как желает. Ваше желание для нас будет сигналом, чтобы вам дать слово. Итак, значит, сейчас, пожалуйста, мы все с вами еще раз проникнемся живым обликом, светлой душой Леокадии Михайловны. Пожалуйста, включите презентацию. Леокадия Михайловна, как давно вы сотрудничаете с нашими якутскими социологами? Какова тематика и основные выводы вашей работы совместно с ними? С социологами, с историками, с этнологами Саха-Якутии мы сотрудничаем очень давно, относительно исторического времени, с 90-х годов, с начала 90-х годов. И первые исследования, которые мы проводили, это были исследования, связанные с национальным самосознанием Сахаи и русского народа. И в то время с развитием межнациональных отношений и предупреждением межнациональных конфликтов, потому что тогда, в 90-е годы, во многих районах СССР бывшего и в Российской Федерации действительно были реальные конфликты. И первые исследования были такие более острого содержания, связанные с национальными чувствами, с возможными недовольствами и с тем, как предупредить вспышки насилия, как чтобы они не мешали, а наоборот способствовали межнациональные отношения и социальному и экономическому росту республики. А вот последние исследования проводились будущее потом в конце 90-х годов и в 2000-е годы. Так что мы уже в течение практически 20 лет работаем совместно с социологами и специалистами других гуманитарных отраслей в Саха-Якутии. А вот какие, скажем так, выводы по работам вашим, по вашим вопросам по социальным исследованиям? Какие выводы? Ну, выводы по работам 90-х годов и 2000-х годов, они разные имели направления, потому что и темы были изучения разные. А вот первые исследования, они были связаны с тем, как воспринимают суверенитет в стране, и как воспринимают суверенитет на территории Саха-Якутии, как люди относились к тем изменениям демократическим, которые были в 90-е годы, и как у них в связи с этим росло самосознание. Но надо сказать, что мы давали и тогда оценку, что в Якутии очень много объективных оснований для гармоничного развития национальности внутри Якутии. Почему? Потому что тут даже по самой природе заложено много таких оснований, которые способствуют, во-первых, чтобы люди больше понимали друг друга, а во-вторых, для того, чтобы больше берегли покой. Вот даже экологическая безопасность, вопросы природопользования, они объединяли и русских, и якутов, ну, вот, с первого начала, даже как мы исследования проводили. И одновременно требования и у русских, и у Саха были одинаковые, чтобы природные ресурсы использовали так, чтобы они шли на пользу населению. Это были общие такие интересы народов, которые контактировали на территории Саха-Якутии. Мы получали, в общем-то, достаточно благоприятные данные о том, как готовы взаимодействовать люди, особенно в трудовой сфере, в рабочих коллективах, в производственных коллективах. Там наиболее благоприятны были отношения. А вот в бытовой сфере, там, где нужно было делить площадь, снимать площадь, или, скажем, в автобусах, а в автобусах, вы знаете, у вас с транспортом всегда было трудно, особенно в 90-е годы. Толкучка, взаимная такой конкуренция, кто попадет в эти автобусы. Вот там могли иногда и некрасивые слова употреблять, и люди обижались на это. И часто это приобретало такой национальный
эмоциональный оттенок. Вот бытовые такие неудобства, они, конечно, мешали жизни. Но были главные выводы. Главные состояли выводы в том, что у народа Саха и русских, которые приезжают сюда и давно здесь жили на территории Якутии, были очень такие оптимистичные и жизнестойкие ценности. И они повторились сейчас. Вот сейчас мы проводили исследование, которое только что завершилось. Это очень важно для нас, любопытно было. Вот люди мечтают о счастье, строят свои какие-то жизненные планы. И тогда они выясняют, что когда мы спрашиваем, что значит для человека быть счастливым, люди говорят о ценностях, которые для них важны. Но вот интересно, что по стране очень изменились ценности в сравнении с временем советского периода. Тогда на первом месте была работа, удовлетворение от работы, потом семья, потом достаток где-то на 5-7 месте. А сейчас вообще в целом по стране в исследованиях на первом месте идет достаток, удовольствие, преуспевание, а вот семья и трудовые, вот такой успех личный в труде, не связанный с благами, с оплатой, а просто удовольствие от труда, она куда-то на 5-6 место ушло, семья даже на 4-м месте. А в Саха-Якутии нет, мне кажется, более благоприятные такие ценности, вот счастливой жизни, представления. На первом месте семья, на втором месте удовлетворение от работы. А без труда не вынешь рыбку из труда. Это значит, что народ ориентирован на трудовые достижения. Очень повысили в сравнении с 90-ми годами ориентацию на самостоятельность, на самостоятельную трудовую деятельность. Когда мы спрашиваем, на кого вы рассчитываете в своих жизненных ценностях, в своих достижениях, рассчитывают на свою профессию, рассчитывают на свое образование, на собственные такие усилия трудовые. Это очень важно. Это характеристика, в общем-то, якутян, особенно, конечно, городского населения. И они достаточно дают основания для того, чтобы думать, что будет возможность втягивания населения республики в модернизационный процесс. Это очень важные выводы, мне кажется. Итак, уважаемые коллеги, мы прослушали одно из интервью Леокадии Михайловны. Просто не верится, что такого живого, такого яркого, жизнерадостного человека с нами уже нет. Но, к счастью, у нас есть последователи, которые еще при жизни обрадовали ее глубоким познанием ее жизненного и научного кредо. Сейчас мы предоставляем слово одной из них, Лилии Борисовне Сагитовой. Я помню Лилию молоденькой, хорошенькой девочкой. И вот теперь она, пожалуйста, доктор политических наук Института истории Академии наук Республики Татарстан. Пожалуйста, вам слово, Казань. Коллеги, не слышно. Коллеги, со звуком только Волгоград не слышит или остальные тоже? Не слышно, не слышно. Не слышно. Не слышно пока. Если Волгоград не слышит, то и все остальные тоже не слышат. Ох, Валерий Андреевич, ох, Валерий Андреевич. Понятно, спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Так. Нет, не слышно. Лилия Борисовна, не слышно. Лилия Борисовна, посмотрите свой звук, пожалуйста. Не слышно вас. Ей позвонить, видимо, нужно. Она... Может, микрофон не включен?
Лилия Борисовна, здравствуйте. Очень похоже на ту проблему, которая была на конференции, кажется, когда у вас звук был, но он был очень плохо воспроизводился. Может быть, так же устранить, как тогда. Пока мы продолжим. Значит, пока... Да? Ага, пока Лилия у нас делает звук еще раз, сейчас мы с вами прослушаем видео выступление Маджери Мандельстам Балзер. Она профессор, большой друг тоже наш общий, и они дружили с Леокадией Михайловной 1986 года. Пожалуйста, Америка, университет Джорджтаун. Спасибо, что дали мне возможность рассказать о моем друге и коллеге Леокадии Михайловне Дробежевой, настоящем социологе, огромной любознательностью и находчивостью, всегда ищущим ответы на важные вопросы и не прячешься за пропагандой. Мои замечания посвящены 7 важным урокам, которые я получила от нее, и завершается 2 короткими личными историями. Всего 9 сакральных пунктов. Всегда оставайтесь открытыми даже в тех вопросах, на которые, как вам кажется, вы знаете ответ. Мы не знаем, пока не зададим вопросы. Избегание изучения межэтнической напряженности не избавляет от нее. Представление о Родине и ее определениях меняется в зависимости от того, где вы находитесь, когда задает вопрос. Например, находясь в Москве, респондент может сказать, что их родной является Республика Саха или Якутия. Но, находясь в Якутске, человек может вспомнить о малой родине, находящейся в Улусе. Леокадия была одним из социологов, обративших внимание на значение малой родины. Сепаратизм начинается с центральной политики и не с краев, областей или республик. Крайне важно оставить место для реального федерализма на основании переговоров. Это вдохновляет меня на размышления о концепции суверенитета матрешкой. Различные республики имеют отличающие культурные наследства. Иногда это означает, что одни более перспективны в решении вопросов экономической и политической идентичности, а другие более исторически озабоченные. Те, кто слишком сосредоточен на исправлении прошлых прегрешений, такие как сталинские очень реальные репрессии, могут навредить себе. В отличие от некоторых московских этнографов, не надо считать, что нерусские ученые должны изучать только свои республики. Леокадия призывала нерусские, турецкие, финно-угорские, монгольские и другие коллег
к сравнительному анализу, а не только к изучению своих народов. Конечно, я думаю и то, и другое. Настроение гражданского общества включает в себе взаимодействие государства и общества. Одним из самых амбициозных, но так и не полностью реализованных проектов Леокадия была попытка помочь обучить полицейской толерантности. А теперь о личных рассказах. Когда Леокадия стала членом правления престижного института имени Кеннона, центра Вудро Уилсона, с моим мужем, Харли, мы смогли чаще видеться с ней в Вашингтоне. Однажды мы взяли ее на джазовый блюз-джам-сессии в часть города, где преимущественно живут афроамериканцы. Такое место, где нам, американцам, все еще нужны полицейские обучения толерантности. Леокадия была потрясена и тронута, увидев динамику черных, большинство, и белых, меньшинство музыкантов, играющих вместе и радующихся обществу друг другу. Она поняла, что всю жизнь была под прессом пропаганды об апартейде в США и не до конца понимала, что наш жизненный опыт и дружественные отношения имеют гораздо больше нюансов. Вот. И в 1986 году, когда Леокадия была замдиректора Института этнографии, до Института социологии, я зашла к ней, чтобы обрадоваться, что получила разрешение на половую работу в Якутии. Конечно, она уже знала. В ее кабинете сидел еще один человек, коллега. Позже он сообщил мне, что когда я вышла из кабинета, она признала ему, что беспокоится о последствиях того, что позволили американскому этнологу увидеть бедность и проблемы Дальнего Востока. Но она проглотила свои опасения, сказав, что надеется, что их общество открывается. Перестройка и гласность были новыми словами. Она надеялась, что расширение международного сотрудничества в конечном итоге откроет новые возможности для общения и науки. Так что отчасти своей карьеры я обязана Леокадии и таким отзывчивым людям, как она. Спасибо. Спасибо, Марджори. Действительно, вспоминаю, как вы дружно, можно сказать, даже весело обсуждали наши федеративные отношения самых разных позиций. И мы, как ученые, коренные ученые национальных республик, следили за вашей дискуссией и стремились вникнуть, что есть международно полезного и что есть в российской науке для нас перспективного. Мы вот в эти скорбные дни пытались обобщить, что мы имеем в наших библиотеках, что у него есть того, что сейчас представляет его научное наследие. И решили обобщить. У нас Лидия готова, что ли? Нет, она должна была мне сообщить. Сейчас мы передадим слово одному из тоже ближайших соратников Леокадии Михайловны, Анатолию Дмитриевичу Бравину, кандидату философских наук. Он инициировал создание
личной библиотечки электронной оцифровали, сколько трудов и как. И в этом большая заслуга, наша общая с вами благодарность руководителю, директору Национальной библиотеки Светлане Васильевне Макаровой за то, что они, Максимовой, за то, что они очень оперативно, быстро, качественно выразили сами желания и отработали, и сегодня они способны представить эту базу данных. Василий Борисович Борисов, заместитель директора, сегодня будет представлять эту нашу совместную работу. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, все, кто собрались сегодня. Вспомнить добрым словом большого друга, удивительного, уникального человека, ученого, исследователя, человека, с которым мы познакомились, я, наши близкие, наш небольшой творческий коллектив здесь, в Якутии, еще, вот, как Ульяна Алексеевна говорила, в 90-е годы, в середине 90-х годов. Леокадия Михайловна приезжала сюда, тогда приехала и с небольшим коллективом, и тогда, собственно, готовилась она собирала материал своей монографии, тогда она подходила уже к идентичности, к вопросам идентичности и российской идентичности, вопрос этнической идентичности, и очень многие уникальные вещи общения, мгновения этого общения я помню сегодня. Казалось бы, сколько времени прошло, 30 лет почти. Очень хорошо. С тех пор, получилось так, что я тогда работал первым замминистра Министерства по делам народов, такое министерство было в республике. И, конечно, безусловно, что Леокадия Михайловна обратилась к нам. И вот тогда началась наша многолетняя дружба. В конце 90-х, в 2000-е годы, в начале 2000-х годов был образован тоже интересный коллектив уже из разных республик. И Леокадия Михайловна вывозила нас, группу молодых исследователей, в ряд стран с тем, чтобы показать интерес к тому, что мы изучаем, кем мы являемся, интерес к тому, как мы думаем о самих себе, о своей роли в этом мире, о том, какое будущее нас ожидает. И вот даже после ухода сейчас, глядя вот на экран, я вижу знакомые лица. Леокадия Михайловна, она и после ухода объединяет нас, она возвращает нас друг к другу, как будто и не было многих лет, которые прошли с тех пор. Ну а затем наступает период работы в информационном центре при главе республики, и этот период уже профессиональной совершенно работы с ней, с ее коллективом, с институтом, вылился в ряд великолепных проектов, в которых Якутия, благодаря Леокадии Михайловне, участвовала. Это вылилось в ряд проектов, которые были изданы, но сохранился ряд проектов, которые и на сегодняшний день требуют своей обработки, требуют ряд трудов, требуют обобщения и, вероятнее всего, издания. Сегодня мне хотелось бы вспомнить, отдать долг памяти, долг искренней любви человеку, который оставил очень большой след в жизни и в моей лично, в жизни даже моей семьи,
в жизни наших друзей, нашего поколения, ученых, социологов, тех, кто, может быть, и не пошел по научной стезе, тех, кто выбрал иные сферы деятельности, но всегда заветы, принципы Леокадии Михайловны были и есть с нами. Здесь сейчас сидят, вы видите, дорогие коллеги, друзья, вы сейчас видите, здесь в зале сидят не только ученые, не только члены тех творческих ученых, тех групп. Здесь есть люди, у которых Леокадия Михайловна брала интервью. Те, с кем еще познакомившись в 90-е годы, она сохранила великолепные отношения и до последних самых лет. Всегда спрашивала о них, интересовалась их жизнью. Вот в этом уникальность ее натуры, потому что, встретившись раз, познакомившись, она никогда не забывала этих людей и всегда следила, интересовалась, передавала пожелания, приветы, помнила о днях рождения, о других семейных датах. Уникальный человек. Та толика небольшая нашей памяти, может быть, она воплотится и воплотилась, воплощается сейчас в той инициативе, которую с помощью Национальной библиотеки нашей, коллег наших молодых, мы пытаемся реализовать. В эти дни буквально благодаря библиотеке оцифрована небольшая часть тех изданий, в которых Леокадия и творческие коллективы, рефлексия которых была посвящена именно изучению, в том числе и Якутии, того, что происходило в нашей республике. И именно об этом сегодня Василий Борисович продолжит дальше и расскажет в своей краткой презентации. Спасибо. Добрый день, дорогие участники круглого стола. Давайте мы посмотрим на наш сегмент, как мы это называем, да, тематическую подборку в нашей электронной библиотеке. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. И, собственно, на ваших экранах сайт Национальной библиотеки, значит, адрес сайта nlrs.ru. И непосредственно здесь на главной странице мы видим ссылку на подборку Леокадии Михайловны Дробыжевой. Значит, как у нас это работает? Да? Мы переходим по ссылке и видим тематическую, которая посвящена Леокадии Михайловне. Собственно, мы начинаем с краткой информации об авторе, да, о герое вот этих печатных произведений, которые мы здесь собрали. Значит, сегмент состоит из двух разделов. Соответственно, первый мы собрали публикации в периодической печати, а второй раздел – это, собственно, сами труды. Соответственно, на данный момент, вот отвечая на вопрос Ульяны Алексеевны, сейчас оцифровано вот 37 произведений печати. Да, соответственно, если говорить о том, что Леокадия Михайловна является автором более 250 изданий, то, конечно, тут соотношение будет не такое большое. Однако эта работа будет продолжаться, этот сегмент, эта тематическая подборка будет пополняться. И к этим 250 книгам, разрешите, я вернусь еще чуть позже. Да? Сейчас я хочу вас все-таки познакомить с нашей подборкой. Собственно, мы видим, что 16 книг, 21 статья. Тут наш пользователь может отсортировать по языку публикации, типу издания и, соответственно, вот уровень доступа. На этом, да, хотя должен быть краток, давайте я все-таки остановлюсь на этом моменте, он чрезвычайно важный. Вот слева от каждой книги нарисован замок. Если этот замок он закрыт, то, к сожалению, данное издание охраняется Гражданским кодексом части 4, то есть находится под защитой авторского права, поэтому такие книги могут быть открыты в нашей электронной библиотеке полностью от начала до конца, только в стенах библиотеки или в так называемых виртуальных читальных залах. Наши открытые источники, да, они вот таким образом маркируются, и с ними читатель может познакомиться, вот, находясь где угодно, лишь бы под рукой был интернет. Так. Далее, значит,
Вот мы делаем следующим образом. Тут наши метаданные, оглавление отдельно выводим, графическая запись, какие подборки включена, QR-код. В общем, надо сказать, что вот наша система, она, главное ее, одна из главнейших ее задач – это эффективное и централизованное распространение информации. И когда мы делаем такие подборки, потом вокруг этих подборок у нас начинают происходить какие-то различные социальные активности, массовые мероприятия, и таким образом вот результат научных трудов Леокадии Михайловны, он, если будет собран в одном месте, мы сможем очень эффективно с этим работать, будем делать так, что результаты трудов сохранятся. Давайте я так скажу, да? Вот все электронные книги, которые входят в состав электронной библиотеки, национальной библиотеки, они входят в так называемое собрание книг Государственный библиотечный фонд Республики Саха-Якутия. То есть эти книги, они будут вечно, как бы ответственность за эту сохранность несет государство, да, в данном случае Республика Саха-Якутия. Вот. В заключение я бы хотел еще сказать такой момент. Наверное, одно из самых интересных направлений работы Национальной библиотеки Якутии является работа с дарственными коллекциями, личными библиотеками выдающихся ученых, исследователей, политических, общественных деятелей. Таких собраний у нас достаточно много, они очень любопытные. Самое последнее приобретение – это, наверное, будет у нас личная коллекция Уллы Йоханссон, очень известного немецкого ученого. Да? Там примерно 3000 единиц хранения в нашей библиотеке. И если нам бы получилось приобрести или каким-то другим образом получить фонд Национальной библиотеки, личную библиотеку Леокадии Михайловны, мы были бы этому чрезвычайно рады. И должен сказать, что мы бы сделали все, чтобы распространить эту информацию, работать с ней и предоставлять ней доступ нашим читателям. Все, спасибо вам большое. Национальная библиотека. Мы находимся в нашей библиотеке, где витает дух Леокадии Михайловны. Мы вас приглашаем всех, участников нашего круглого стола, коллег, поделиться своими публикациями и воспоминаниями, теми материалами, которые вы вместе создавали, Леокадия Михайловна, чтобы увеличить нашу общую базу данных. Наше мероприятие, наш круглый стол проводится под эгидой Российского общества социологов, преемника Советской социологической ассоциации еще. Я помню, еще в 1974 году вступила в эти ряды, когда была еще одним из руководителей Татьяна Заславская. Сегодня у нас руководитель, тоже один из самых выдающихся тоже наших социологов российских. Это у нас здесь, в экране мы видим Валерия Андреевича Мансурова. Пожалуйста, мы хотели попросить ваше слово. Потом после него у нас выступят два биографа. Значит, Лилия у нас готова. И еще мы просили бы Жана Терентьевича также подготовиться, и поскольку он тоже написал очень хорошую мемориальную статью в нашем ведущем журнале «Социологические исследования». Пожалуйста, Валерий Андреевич, вам микрофон. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, вот данное мероприятие чрезвычайно важно и чрезвычайно показательно. С нескольких позиций можно его рассматривать. Во-первых, это очень важно, что в Национальной Республике, в Национальной Республиканской библиотеке, Центре культуры и истории, ведь эти библиотеки, они хранят все, что связано и с прошлым, и, возможно, с будущим. И очень важно, что отделение Российского общества социологов по Республике Якутия тоже выступило в качестве организатора, соорганизатора подобного мероприятия.
Это очень важно с какой стороны? Во-первых, понятно, что Леокадия Михайловна – это масштаб не только, так скажем, социологический, внутринаучный. Это не только важно, что человек создал научную школу. До сих пор я везде и всегда буду повторять, что у нас в России есть несколько, только несколько классических академических исследовательских коллективов. Я не имею в виду какие-то институты, которые там, в Академии наук или в университетах, я имею в виду творческие коллективы, когда люди объединяются на основе своих общих интересов. И для них нет барьеров ни внутриведомственных, ни территориальных, ни географических. Это очень важно. Это то, что раньше назывался и сейчас называется невидимый колледж, когда для людей важна суть, ради которой они объединяют свои усилия. А для каждого ученого-исследователя целью, сутью, задачей, самым важным, чем он занимается, это стремление к получению нового знания. Знание, которое поможет, может быть, не сейчас, может быть, чуть-чуть погодя, может быть, через несколько десятилетий, но новое знание всегда может быть полезным. Вот это объединение усилий работников культуры, исследователей, социологов, организаторов показывает нам, что везде и всегда нужны личности. Вот Леокадия Михайловна – это, конечно, личность. Это человек, который умел работать с людьми. Она даже не считала это работой. Она считала это, ну, таким обязательным условием взаимодействия. Ведь человек в единственном числе не составляет общество. Только тогда, когда он начинает взаимодействовать с другими людьми, по разным поводам, конечно, только тогда он начинает осознавать, что он не один в этом мире, что есть и другие, что есть другие люди с другими интересами. И вот очень важно и то, что от истории Леокадия Михайловна пришла в социологию, и она пришла в очень острую сферу человеческих взаимоотношений. Ведь межэтническое и межнациональное общение, межэтническое и межнациональное взаимодействие людей. Понимаете, мы можем жить, и часто так и случается с людьми, мы можем жить и даже не вспоминать о том, какой я национальности. Потому что это не требуется для меня в моей повседневной жизни. Но как только возникают какие-то напряжения, политические, экономические, социальные, личностные, мы вдруг моментально вспоминаем о наших базовых основах. И мы начинаем обращаться к тем, кто нам близок по определенному, так скажем, индикатору социальному. Ведь не случайно же, когда в больших городах возникает там китайский квартал, итальянский квартал, ну и так далее и тому подобное. О чем это говорит? О том, что люди инстинктивно тянутся к представителю вот этой общности, национальной общности, потому что они не знают, к кому еще обратиться, когда они приезжают в большой город. Второй очень важный момент, конечно, это то, что вот объединить вокруг себя сотни людей, которые готовы к сотрудничеству, которые готовы к большой работе, которые готовы к выполнению большого исследовательского проекта, который денег не дает им, который очень сложен, который требует полной отдачи сил, который, если можно так выразиться, может быть дискуссионен даже. Ведь эта сфера взаимоотношений,
она всегда чревата конфликтом. Всегда есть вероятность, что может полыхнуть где-то. Только из-за того, что какой-то не очень умный, так скажем, менеджер, как это сейчас принято говорить, вдруг примет решение, которое будет воспринято как, ну, может быть, не жесткое, не буду говорить, что это оскорбительно, но которое задевает интересы людей других национальностей. А в России это невозможно. Россия вся состоит из различных национальностей и этнических групп. Мы должны быть едины. Нас должно что-то объединять. И нас, конечно, может объединить общее представление о том, что происходит в стране, что происходит в мире. И здесь я к последнему своему, так скажем, приступаю разделу, это взаимопонимание. Вот творческие коллективы, они основываются не на административных каких-то принадлежностях людей, они основываются на взаимопонимании и одинаковом восприятии реальности, с которой исследователь имеет дело. Я не имею в виду, что у них у всех единый взгляд на то, что происходит, но у них есть единое понимание того, что это требует исследования, это требует изучения. Итак, завершая, я хочу, во-первых, поблагодарить Якутскую государственную национальную библиотеку за эту очень серьезную инициативу и их намерение оцифровывать дальше труды нашего выдающегося коллеги Леокадии Михайловны Дробежевой. Я, конечно же, очень рад и поддерживаю инициативу Якутского регионального отделения нашей всероссийской организации. Это тоже очень важный показатель, что именно Национальная республика, отделение социологическое отделение Российского общества Национальной республики проявило такую инициативу. Это очень важно для молодых людей, которые, может быть, тоже где-то вот увидят или услышат то, о чем мы здесь с вами говорим, и поймут, что есть такие люди, которых не забывают, потому что они внесли такой вклад в развитие и социологии как науки, и истории тоже как науки, и политологии, и в конце концов практики. Ведь Леокадия Михайловна очень много дала такого знания, которое можно использовать в практической деятельности. Если важность этого понимают те, кто стоят на каких-то управленческих позициях и имеют какой-то управленческий статус в регионе, в городе, в селе, в поселении, в стране в целом. Вот я это особенно хочу подчеркнуть. В такой стране, как Россия, проблема межнациональных и межэтнических отношений – это самая первая проблема. И надо сказать, что исторический опыт России и дореволюционный, и послереволюционный говорит о том, что есть определенная российская традиция, когда Россия принимает другие народы, защищает другие народы, дает им, предоставляет им все возможности для развития, создает письменность этих национальностей или этнических групп, которые до этого ее не имели. Она их присоединяет не для того, чтобы эксплуатировать. Она их присоединяет к себе, а точнее они входят в Россию добровольно для того, чтобы развиваться, для того, чтобы сохранить свою национальную этническую идентичность, для того, чтобы сохранить свою культуру, историю. Вот это является основным в этой политике. А для нас с вами, я имею в виду прежде всего сейчас социологов, это хороший пример того, какие нужно организовывать мероприятия, как их нужно организовывать, и что никогда нельзя забывать тех, кто внес в развитие социологии определенный вклад.
Я желаю всем больших успехов. Я очень еще раз поддерживаю инициативу регионального отделения Республики Саха, нашего Российского социологического общества. И я напоминаю только, что мы надеемся, что мы с вами встретимся также и в ноябре в городе Тюмень, где будет проходить наш очередной 6-й уже конгресс, Всероссийский социологический конгресс. Я надеюсь на нашу с вами встречу и очень ее желаю. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий Андреевич. Вы высказали такие мысли, которые действительно очень важны как результат нашего круглого стола. Основные ценности нашего научного обеспечения российского федерализма. Это ценность ученого, вложившего свой интеллект и душу в научное обеспечение вот этого сложнейшего процесса. И мы с вами встретимся в Тюмени и продолжим наше общение. Спасибо огромное. Здоровья вам. Сейчас мы переходим еще раз в Казань. У нас Лилия Борисовна Сагитова готова к выступлению. После этого мы попросим Жана Терентьевича Тощенко. Микрофон включить. Не слышно. Лилия, почему-то вас не слышно. Надо, чтобы Дулина об этом сказала. Валерий Андреевич, зачем вы так? Ну да, не слышно. Если бы это помогло, я бы говорила, не умолкая. Но, видимо, не помогает. Техника сильнее в каких-то вещах. Да. Вот чем сильно прямое межличностное общение. Хорошо, в общем, это вторая попытка, мы еще дадим и третью попытку. Ничего страшного, мы в прямом эфире, у нас огромное пространство нас соединяет, и мы сейчас попросили бы Жана Терентьевича Тощенко. Вы здесь? Да, я здесь. Слышите меня? Отлично, отлично. Член-корреспондент Российской академии наук. Вам он всем известен. Пожалуйста, мы благодарны вам за то, что вы сегодня перед нами. Вам слово, Жан Терентьевич. Дорогие коллеги, я рад приветствовать многих известных и знакомых мне лиц. Я также благодарен за приглашение якутским коллегам, которые пригласили на эту памятную встречу. Ну, я могу сказать, что я, наверное, с Леокадией Михайловной Дробежевой знаком еще со студенческих времен, когда, как Лера вместе со своим мужем Владимиром Дробежевым, они составляли ту часть студенческой молодежи нашего ИСТФАКа, когда, вы знаете, на каждом курсе есть люди, которые сразу выделяются по очень многим параметрам. Они являются инициаторами, организаторами, они являются теми людьми, которые объединяют всех желающих построить студенческую жизнь. Поэтому многие турпоходы, экспедиции, поездки в колхоз, капустники и многие другие мероприятия всегда была та группа людей, которая всегда объединяла других. Вот Лера среди них была таковой. Ну, потом у нас пути разошлись. Я уехал в Сибирь работать, она в Москве осталась именно в институтах исторических. Ну и потом, после возвращения, мы опять встретились. И я в разговоре уже с Лерой такое узнал, что она, будучи историком и выполняя историческое исследование
как кандидат наук, и потом доктор наук, где-то подошла к такому выводу, что чисто исторические исследования не в полной мере удовлетворяли ее запросы ответить на вопрос на том, как складываются национальные отношения в нашей стране, в других странах. И это, в общем-то, ее подвигло вместе с таким коллегой, который вы знаете, Юрий Арутюнян, которые возглавили еще в бывшем институте этнографии, сейчас этнологии, эти первые социологические исследования. Поэтому становление нашего направления в социологии, этносоциология, это заслуга вот этих людей. Вот я уделяю и Леру Дробежеву, и Юрика Арутюняна, которые потом написали, как вы знаете, и учебник, выступали статьями в СОЦИС, издавали другие труды. Именно с их именем и вошло в нашу социологию это понятие этносоциологии. Ну, хотя мы занимались разными сферами деятельности, но была одна такая сфера, где касались. Вот когда я готовил свою монографию «Этнократия. История и современность», передо мной стал вопрос о том, чтобы не вообще описать все проблемы, которые характеризуют этнонациональные отношения, а ответить на вопрос о том, почему иногда этнические национальные отношения становятся препятствием для развития дружбы, взаимопонимания между народами. И более того, самое страшное, когда эти противоречия и национальные интересы начинают использоваться властью. Именно этот вот подход о деструктивном использовании национальных отношений меня, например, волновал. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, мне Ликадия Михайловна многом помогала, многом подсказывала, как решить или в каком направлении я должен сделать. Ну и вы знаете, это я убежден, что нам нужно говорить об этнонациональных отношениях не только в плане культуры, языка, общения, но и в плане того, почему они используются, я повторяю, особенно властными силами во вред других народов. Я думаю, для вас всех присутствует не секрет, что одной из причин распада СССР было как раз обострение этнонациональных отношений, появление довольно значительной группы людей, которые рвались к власти, используя именно национальные проблемы, национальные особенности, национальные приоритеты, которые сами по себе, они созидательны, но если они используются в эгоистических, корыстных целях, они становятся разрушительной характеристикой. Поэтому вот этот ответ мы обсуждали неоднократно с Ликадией Михайловной, и вы, верно, и заметили по ее трудам, что в советское время мы писали об интернационализме, о дружбе народов. Как-то это не стало совпадать с проблемами современности. Я думаю, что Ликадия Михайловна нашла очень удачное такое выражение «межнациональное согласие», которое отражает суть тех позитивных моментов, которые сближают наши народы, и которые могут становиться и препятствием для тех людей, которые превращают национальные проблемы в национализм, в шовинизм, в расизм, в самых различных ее вариантах. Поэтому я вот хотел в заключение сказать, что ее вклад, и она, несмотря на то, что в широком плане освещала проблемы межнациональных отношений, она выходила и на тревожные моменты, которые соблюдает эта область и теории, и область реальной практики. Поэтому я рад вот поделиться своими некоторыми воспоминаниями и о личности, и о трудах Ликадии Михайловны, и выразить уверенность, что этносоциология, вот коллеги, которые здесь присутствуют, пожелать вам успехов
Это очень важное направление, очень нужное, очень и в то же время тревожное. Если мы должны, наверное, тоже многое сделать для того, чтобы реализовать вот то стремление, которое выразила Ликадия Михайловна, сформулировала свое понятие о национальном согласии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый Жан Терентьевич. Вы настоящий друг Ликадии Михайловны. Так оперативно вы выпустили память Ликадии Михайловны в свой журнал. У вас блестящий журнал, это для нас самый главный источник сейчас оперативного понимания, что, куда идет в нашей социологической науке. Спасибо вам, Жан Терентьевич, здоровья вам во всем. Итак, сейчас мы с вами хотели бы перейти в Башкортостан, город Уфа. Рим Марсович Валиаханов у нас есть? Он руководитель башкирского отделения Российского общества социологов. Лена Алексеевна, спасибо огромное. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, слышно меня? В отличие от Татарии, спасибо. Знаете, не требует, как говорится, доказательств, насколько важна, насколько актуальна, но нужна всем нам сегодняшняя встреча. Вот такая неформальная, искренняя встреча. Еще раз огромное спасибо, Лена Алексеевна, вам лично и всем якутским друзьям, коллегам нашим. Я думаю, что вот все коллеги просто, да, искренне говорят вам огромное спасибо. Ну, конечно же, о Ликадии Михайловне говорить можно бесконечно долго, и я надеюсь, что вот результатом нашей и сегодняшней встречи, и последующих встреч станет наверняка вот такая же неформальная, может быть, какая-то книга наших вот и воспоминаний, и не только воспоминаний, но и части исследований, части встреч, совместных проектов с Ликадией Михайловной. Я не буду много времени занимать, но тем не менее хотел бы сказать вот следующее. Слушая в первую очередь вот Ульяну Алексеевну, я себя поймал на том, что вот почти все абсолютно совпадает. Вот ее такое ровное, ее такое вот очень, я бы сказал, трогательное отношение ко всем национальным республикам. То есть ровно так же, как в Якутии, значит, Ликадия Михайловна работала в Башкортостане. Ну и понятно, я знаю, в Татарстане. Вот, и встречи с президентом республики, потом с главой республики, встречи с нами, и причем встречи и в рамках конференций, и просто встречи, общения, встречи с теми, кто, условно говоря, делает национальную политику, имеется в виду встречи и с теми, кто был условно в оппозиции, и с теми, кто поддерживал официальную линию, значит, с точки зрения вот на том этапе особенно и отношения и оценки процессов, связанных с суверенитетом республик, а дальше уже с отстаиванием, значит, самостоятельной позиции в рамках уже вот выстраиваемой вертикали власти. То есть я хочу сказать, что Ликадия Михайловна находила возможность встречаться буквально со всеми, значит, и в Думе, и имеется в виду, это наш, имеется в виду духовное управление мусульман, не Дума, понятно, российская, а духовное управление мусульман. И, значит, в Доме дружбы народов, и в Академии наук, и, значит, других вот официальных и неофициальных вот встречах. В общем, она принимала самое активное участие. Вот ее умение слушать, во-первых, меня буквально поражало. Она вот слушала, а потом в конце вот не только подводила итоги, но и говорила вот самое нужное, необходимое для нас, для нашей дальнейшей работы. Я, не даваясь уже в подробности, вот два сюжета просто скажу, которые меня сейчас вот на самом деле заставляют несколько, может быть, иначе оценивать, что было тогда,
и что происходит сейчас с точки зрения вот реализации совместных проектов. Значит, конец 90-х годов. Вот проект, наверняка многие вспомнят, «Социальное неравенство этнических групп». Значит, да, с одной стороны, значит, изучали чисто этнические процессы, изучали в большей мере даже, может быть, межэтнические конфликты, противоречия и проблемы. Но вот обратиться к такому исследованию, как социальное неравенство этнических групп, там явно, значит, вот не только этносоциология, там и экономика, там и демография, там и политология. Это был очень такой важный, значит, междисциплинарный проект. И вот тогда, еще тогда, значит, мы анализировали на самом деле и объективные, и субъективные вот эти все факторы, предпосылки, значит, этнического неравенства в национальных республиках. И смотрите, значит, я не знаю, это совпадение или что-то другое, может быть, миссия определенная Лекадии Михайловны, она заключается в том, что ровно в прошлом году, когда мы согласовывали нашу тему по академическому проекту, она подсказала, она поддержала наш проект, значит, который называется, да, вот следующим образом: этнические особенности развития этнического, то есть, простите, человеческого потенциала в экономиках национальных республик. То есть мы вернулись через 20 лет, опять-таки, вот к этому социальному неравенству этнических групп, но уже с новых позиций. И мы повторяем вот это наше новое исследование уже в новых условиях, в новых реалиях, но опираясь на ту вот базу и методологическую, и с точки зрения и инструментария, и самое главное, с точки зрения вот анализа тех процессов, которые происходили тогда и сейчас. Я вам говорю вот просто о двух проектах, а их на самом деле было очень много, многие из вас знаете. И в заключение просто хочу сказать еще раз, да, я очень счастлив, равно так же, как и вы, вот тем, что вот повезло не только общаться с Лекадией Михайловной, но и вот так вот активно работать над очень серьезными проектами. Еще раз огромное спасибо, коллеги, за сегодняшнюю встречу. И я надеюсь, что вот продолжение этих встреч у нас будет всегда с присутствием вот таким вот, да, присутствием Лекадии Михайловны среди нас. Спасибо огромное. Спасибо большое, уважаемый Рим Марсович. Вы нас вернули во времена 90-х годов, во времена, когда у нас глаза горели, когда мы все хотели обновленную Российскую Федерацию и стремились и выработать новую научную методологию. В это время Лекадия Михайловна неустанно ездила по всей России и стремилась общаться непосредственно с теми, кто принимает эти решения. Вопросы суверенизации. У нас, Лилия Борисовна, вы подготовились? Еще нет звука, но еще подождем. Мы еще вас подождем, не расстраивайтесь, у нас еще есть время. У нас идет прямая трансляция в сайте нашего Национальной библиотеки, там же будет и запись, так что мы все это вернемся к этому в любое время, и наши студенты, наши коллеги могут все это, нашу сегодняшнюю работу отслеживать и раздумывать. Мы сами тоже будем об этом говорить. Итак, давайте заглянем в научную кухню Лекадии Михайловны. Это одна из самых сложных аспектов работы социолога – вести интервью, притом с лицами, которые принимают очень сложные решения. До сих пор я потрясаюсь, как Лекадии Михайловне удалось получить 110 интервью у элит республики Российской Федерации, у экспертов. У нас сегодня в нашем зале присутствует соратница Лекадии Михайловны, которая помогла ей организовать очень важное, очень ценное интервью
в нашей Якутии. Это Эльза Яновна Яковлева. И также здесь присутствуют те, кто дал интервью и опубликован. Это Иван Иванович Шамаев, доктор физико-математических наук, руководитель общественной организации «Конгресс народа Саха», и Ольга Николаевна Федорова, одна из наших известных экономистов республики, организаторов бизнеса. В настоящее время она советник председателя Государственного собрания Илтумян Республики. Прошу вас высказаться сегодня в нашем круглом столе, как было, что получилось и что мы ожидаем в дальнейшем. Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы сегодня собрались действительно в такой день, когда душа Ликадии Михайловны прощается с земным миром. И здесь собрались действительно все те люди, которые хорошо знали, любили и почитали, и считали Ликадию Михайловну своим учителем, своим наставником. Мое знакомство с Ликадией Михайловной состоялось в далеком 1995 году с подачи уважаемой Ульяны Алексеевны, когда она приехала к нам в Якутск для участия в международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие», которая проводилась в нашей республике. Я очень благодарна судьбе и случаю за эту встречу большим ученым, живым классиком, учебником которого училась я в профессии. И не будет преувеличением сказать, если я скажу, что эта встреча и долгие годы знакомства сыграли самую судьбоносную роль для всей последующей жизни моей и всех тех, которые сегодня присутствуют. Для всех нас она стала и остается образцом ученого и исследователя. И совместная работа с Ликадией Михайловной для меня была не столько серьезной научной школой. Она стала для меня учителем по жизни, духовным наставником, другом, и чем я безмерно горжусь. Так случилось, что мы с Анатолием Дмитриевичем принимали участие практически во всех исследовательских проектах, которые руководила Ликадия Михайловна в нашей республике в качестве организатора полевой части работы. И самым первым проектом, которым Ульяна Алексеевна сейчас сказала, был проект «Национальное самосознание, национализм и регулирование конфликтов в Российской Федерации». И там, в этом проекте, одним из таких основных был проект «Это интервью». И по итогам этого интервью вышла книга, о которой мы сегодня вспоминаем, говорит «Элита Республика Российской Федерации. 110 интервью». Конечно, работа шла очень скрупулезно. Ликадия Михайловна придавала самое такое внимание, большое внимание самым таким мельчайшим мелочам, которые мы в своей жизни не замечаем. И в результате этой кропотливой работы именно кого надо, с кем надо, и именно есть, и, конечно, высокое мастерство, класс исследователя. И вы знаете, было не очень сложно работать по этому проекту, потому что само имя уже тогда Ликадия Михайловна, ее отношение, ее умение работать, она открывала двери. И когда говорила, что с вами хочет пообщаться на такую тему ученый, этносоциолог Ликадия Михайловна Дробежева, люди сначала, конечно, те, которые не знали, сначала воспринимали как-то с опаской, потому что действительно тема очень серьезная, очень тонкая. Но уже народ, молва идет, и именно они смотрели и слушали, и когда уже общались с ней, уже все преграды, они уходили, и они уже становились постоянными друзьями, даже в друзьях они начинали, такие дружеские отношения было.
Это очень большое умение. Имя Ликади Михайловны – это бренд. И одно из еще такое хотелось бы услышать, она такое получала удовольствие от общения, именно в поле, именно вести. И такие вот нюансы. Мы сколько, вот я очень благодарна и горжусь тем, что сколько километров мы с ней проехали по нашим дорогам. Мы ездили и на Амский район, да, по этим ухабам, по лесной дороге. Именно цель того, чтобы увидеть, как живет село. И когда мы увидели там как раз это осень, бездорожье, и приехали, и обязательным пунктом пребывания в каждом населенном пункте, я сначала очень удивлялась и не понимала, это было посещение рынка. Я помню, как она гордилась, и как бы покупали 3 ведра брусники в Намском районе. И потом я подумала, как вести будут они, потому что они не знали, что брусника, она вообще-то имеет, интересная ягода, да, просто так вести невозможно. И мы всю ночь столовой ложкой, слава богу, в те времена появились пластиковые бутылки, на первые только начали, и мы это все переливали туда. Они сначала не понимали, почему это надо, они хотели в коробку увезти. Вот. Но потом мы уже оценили, конечно. И потом еще одно. Поехали мы брать интервью у генерального директора нашего ФПК «Якутия», который производит наши местные продукции. И там взяли интервью, и, естественно, по нашему обычаю угостили их отменной рыбой, мясом и так далее. Она приехала, и как раз в это время позвонили коллеги из Москвы. И первое слово было: «Я сегодня попробовала настоящую колбасу с запахом, с вкусом настоящего мяса». Это тоже такие. И действительно, такое удовольствие и такое общение было. Это мы смотрели, этому мы учились. И все время говорим, что нам очень повезло всем тем, которые здесь сидим, что в нашей жизни встретился такой человек, такая личность, такой ученый и такой учитель. И мы гордимся, и пока мы здесь, пока есть ученики, они будут все равно действительно дальше продолжаться все идеи Ликади Михайловны. У нас в народе говорят: человеческая жизнь – это как птица, промелькнувшая в окно. Так быстротечно. И хочу сказать, что жизнь Ликади Михайловны – это высокий полет длиною почти 90 земных лет. По-настоящему счастливого человека, который до последних дней был в работе, в гуще событий. Она была востребована, и она вся в заботах, и до конца. Вот я помню, мое последнее общение с ней было, когда она ехала на встречу президентский совет по межнациональным отношениям, когда она сказала: «Я в пути, я иду туда, посмотрите, будет это». И до конца она вспоминала и заботилась, и беспокоилась за республики. И последнее письмо было: как у вас реакция была на выступление Владимира Вольфовича о языках? Какая реакция есть? Что вы думаете? Пожалуйста, поделитесь, если есть. Вот. И сегодня хотелось бы вспомнить наши посиделки. Вот. Лилия Васильевна вспомнит, как мы с ней встретились у нее на улице Бакинских комиссаров. И действительно, квартира Ликади Михайловны – это была как пункт встречи. Кого-то мы не встречались. И там была и представители Чечни, и представители Башкортостана, Татарстана. Действительно, одним из таких свойств Ликади Михайловны это было коллег знакомить за руку, вести в мир науки и знакомить друг с другом. И она говорила, что именно пока есть человеческое общение, пока есть мы друг у друга и можем напрямую общаться, это ценно.
И очень большое внимание она и радовалась тому, что у нас в республике очень большое значение образованию, придается образованию. Она все время говорила, самый главный ресурс республики – это ценность, это образование. И когда она видела, что у нас ценности, вот сегодня тоже говорила, одной из таких ценностей базовых для республики, особенно на селах, это было образование, дать детям образование, и она вот это очень ценила. И семья. Вот она, как мы познакомились в 95-м году, и она уже была вхожа в нашу семью, и все, и мои родители, они ровесники, и мои сестры, братья, они все очень любили с ней общаться, внуки уже пошли тоже, вот в Москве тоже с ним общались. Вот. И спасибо хотелось бы передать слова благодарности сыну Сергею Владимировичу, невестке Сонечке, она по-другому ее не называла. И самой главной гордости и любови – это внук и Володя, которые окружили до последнего дня заботой, теплом и любовью. И действительно, еще раз хочу повториться, Ликадия Михайловна, она счастливый человек. У нее работа – это был образ жизни. Она с удовольствием работала, она получала удовольствие и была востребована на самых высоких инстанциях. Я помню ее фотографию с нашими президентами, как с ней общались. И она приезжала сюда и была всегда желанным гостем, собеседником для всех руководителей, особенно национальных республик, которых она очень любила. Спасибо. Спасибо, Эльза Яновна, за твой трогательный, содержательный, глубокий рассказ. Ну что ж, сейчас мы попросим одного из тех, кто сохранился в 110 интервью, Иван Иванович Шамаев, доктор физико-математических наук, руководитель общественной организации «Конгресс народа Саха». Добрый день, уважаемые коллеги, в смысле, уважаемые друзья. Так, я не социолог, я поэтому немножко ошибся. Так, значит, я просто, наверное, расскажу, как вот случилось так, что вот я узнал про Леокадию Михайловну. Наступал 12-й год, было ясно, что будут трудные дни, значит, трудные решения. Была нужна помощь. Помощь, естественно, оттуда, где, так сказать, есть знания, ум, опыт и так далее. Так? И вот, значит, сначала мы, значит, нашли Андрея Максимова, это, лучше сказать, что он политолог, попросили, значит, его выступить здесь по вопросу федерализма. В чем, значит, дело? Дело в том, что тогда у нас была, так сказать, в этом отношении, значит, ситуация совершенно, как бы это выразиться, значит, все эти темы, национальные, там, федерализм даже, слово было, они были, значит, как бы неприменяемыми, табуированными. Так? И поэтому, когда, значит, приехал Андрей Максимов и выступил вот здесь в Академии наук про федерализм, после этого, значит, вот исчезло вот это табу, и люди там, значит, присутствовали министры, заместители министров наших учреждений, и, значит, там мы начали говорить вот эти слова, вот, опасные, так сказать, и, атмосфера как-то разрядилась, так? Теперь, мы, значит, это все дело шло к тому, что вот по национальным вопросам возникнут проблемы политического характера, что они будут, значит, спускаться сверху и так далее.
А потом, 7 мая, по-моему, где-то так, стало уже известно, что, значит, выступили, высочайшие выступили о том, что вот будет создана концепция, государственная стратегия государственной национальной политики. Так? Вот. Ну, уже вот это название вот этой стратегии, она уже настораживала вот это название, и я попросил найти, вот, ну, как председатель Сахабщественного центра, тогда Сахаконгресса не было, попросил найти специалистов, значит, в этой области. Так? И сказали, что вот есть такой человек, и я тогда, значит, был членом общественной палаты, вот, и пользуясь механизмом общественной палаты, мы через вот правление общественной палаты пригласили Леокадию Михайловну на, значит, в то лето, где-то в июне, должна была пройти, мы назвали, кажется, форум общественных, гражданский форум общественности, так? И Леокадия Михайловна, она любезно согласилась, так? Вот. И приехала. А пока она ехала, она, человек, оказывается, вот я тогда уже ощутил, что за ней огромное какое-то такое сильное поле, так? Уже вот были легенды о том, что она поспорила самым, так сказать, большим начальником по вопросу, по политическим вопросам национального характера, так? Потом, значит, даже мне сказали, что ее уже ушли вот из, назвалось это Совет по межнациональным отношениям при президенте, так, да, с 51 значит, участником. Вот, но все оказалось хорошо, значит, как только я ее встретил, первый мой вопрос был этот. Значит, вы остаетесь в комиссии или вас уже там нет? Вот тут уже идут слухи. Она сказала, что нет. Тут, значит, все сложилось прекрасно. Так, значит, она выступала и по этим вопросам во время вот этого форума, гражданского форума. И ну, это имело, опять же, вот такое терапевтическое значение для всех нас, ну и для нас тоже ничего такого особенного нет, но вот для начальства, так, для публики, для печати, для СМИ это оказалось очень полезно, потому что об этом стали писать, печатать. Вот. И, естественно, мы тогда еще самой стратегии не было, и мы могли говорить только о том, что может быть и чего не должно быть. Вот о чем мы говорили, так? Но когда появилась стратегия, да, первый проект по стратегии, проект оказался хуже, чем можно было предполагать. Вот. У нас, значит, была тревога, мы собрались, значит, естественно, не обошлось без Ульяны Алексеевны. Помню, как мы, значит, сидели в нашей школе в аудитории, это такой секрет раскрою, что это школьная аудитория, в классе было это наше совещание по этому вопросу. Вот. И, значит, начали готовить свое письмо, ответ. Началась вот такая работа. При этом, значит, ну, я звонил Леокадии Михайловне, она любезно отвечала. И вот этот процесс, работа над, значит, этой стратегией. В общем, честно говоря, я, конечно, не совсем это верил, что это может как-то вот завершиться с какой-то, так сказать, что-то мы там изменим и так далее, так. И все-таки, значит, когда появился окончательный вариант стратегии, все-таки она была не такой, как в первый раз. Ну, конечно, сохранились вот какие-то моменты, но в основном это было похоже все-таки на документ такого федеративного государства. Так? И вот в этот, значит, трудный момент, ну, есть там еще и вещи, которые, видимо,
можно рассказывать в более узком, так сказать, кругу, да, она рассказала интереснейшие вещи про политику там, как это, значит, делается, и, значит, даже была информация о том, какое она участие принимала. Вот. Ну и что я хочу сказать, уважаемые социологи. От вас, оказывается, очень многое зависит. Вот, например, у меня нет возможности, так сказать, говорить о трудах Леокадии Михайловны, так, но я тоже понимаю вот смысл и даже вот хотел бы еще более, так сказать, подробно познакомившись, использовать это так, вот, использовать это так, но вот это пример Леокадии Михайловны Дробежевой показывает, что сейчас вот очень востребованы люди, которые, значит, смело, умно и честно отстаивают вот настоящие истины нашей жизни, нашей многонациональной России. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Иванович. У Леокадии Михайловны была мысль повторить свое интервью. Мне кажется, вы еще богаче дали бы на этот раз интервью. Ну что ж, теперь у нас на трибуне Ольга Николаевна Федорова, о которой Леокадия Михайловна очень много, тепло говорила. Пожалуйста, Ольга Спасибо Николаевна. большое, Ульяна Алексеевна. Добрый день, дорогие друзья. Я тоже не принадлежу цеху социологов, скорее другая сторона в числе респондентов. Но хочу сказать, что я давала, как минимум 2 раза интервью. Давала интервью еще в Виктории, потом давала еще, по-моему, Марии, да? Екатерине, да. Но это всегда очень интересно общаться с Леокадией Михайловной, с ее учениками. И надо сказать, что после первого интервью уже следующие встречи были встречи друзей. Всегда импонировала и подкупала ее действительно честность и открытость. Хотела бы сказать, что в этом интервью всегда было двустороннее движение. То есть не только понятно, что я была в числе интервьюируемой, да, но кроме этого всегда можно было узнать очень интересное и важное для себя, спросив об этом впрямую Леокадию Михайловну. Было понятно, что то, что ты говоришь, оно однозначно будет донесено, и оно не будет интерпретировано каким-то другим образом, выгодным или невыгодным. И вот это было тоже очень важно, и поэтому, в общем-то, с удовольствием и понимая ответственность, подходила к этому интервью. И поэтому, вот слушая сейчас коллег, которые выступали сегодня, Ивана Ивановича, который говорил сегодня, мне бы хотелось тоже обратиться к вам, уважаемые социологи, с обращением. Вот в этот светлый день все равно, светлый день, потому что Леокадия Михайловна была очень светлым человеком. И, наверное, в память об этом хотелось бы попросить действительно не снижать вот этот градус актуальности и градус честности в ваших работах, потому что вот вопрос национальной политики, вопрос межэтнических отношений – это не просто тонкая материя, это то, что сейчас используется иногда очень грубо. И используется иногда лицами, принимающими решения. Сегодня идет освоение арктической территории. Сегодня поднимаются вопросы взаимоотношения КМНС и бизнеса. И вот эти вопросы, они уже переходят как бы из просто вот межличностных отношений, межнациональных отношений, они становятся уже экономическими отношениями. И вот в этой ситуации вот исследования, которые вы делаете и будете делать, они тоже должны быть такими же честными и открытыми. И они должны быть во имя человека, для того, чтобы был услышан народ.
Очень удивительно, что, и вот Ульяна Алексеевна говорила все время о Национальной библиотеке, об этом историческом зале. Я хочу сказать, что буквально недавно, вот в прошлом году, мы начали проект. Государственное собрание ЛТУМЭН совместно с Национальной библиотекой начали проект в преддверии нашего столетия Республики Саха-Якутия. И он удивительным образом перекликается, наверное, с тем, что делала Леокадия Михайловна и то, что делаете вы. Мы начали проект «100 интервью о будущем». Одним из первых уже респондентов, да, с другой стороны, получается, была Ульяна Алексеевна. Мы задавали вопрос о том, какой видят люди, которых мы спрашивали, какой видят республику, что будет с народом, что будет с языком, что будет с национальностями. Это вопрос сегодня уже очень, действительно очень интересен и очень актуален. Вот Василий Борисович показывал сайт Национальной библиотеки, там тоже есть флажок, есть 100 интервью о будущем. Если кому-то будет интересно, обращайтесь и смотрите, потому что люди, ведущие ученые, политики, молодые люди размышляют о том, что будет, и в том числе о межэтнических отношениях. Я думаю, вот эта вот связка прошлого, мы вспоминаем о том, что было, сегодняшний день и то, что мы делаем в надежде на светлое будущее, оно вот необыкновенным образом сегодня связалось. Я хочу еще раз вспомнить о Леокадии Михайловне и сказать, что действительно светлый образ будет с нами так долго, как мы помним о ней. Очень благодарна Национальной библиотеке за эту работу, которую она сделала. И еще раз хочу повторить, будьте честными, будьте открытыми. Помните о Леокадии Михайловне и поднимайте эти вопросы. Они очень важны для нас. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вы действительно сегодня вскрыли духовную сущность нашего сегодняшнего круглого стола, а именно нравственный урок Леокадии Михайловны Дрожжевой. Этот урок проходили многие социологические центры Российской Федерации. Сегодня мы с вами были в социологических центрах Москвы, Уфы, ждем еще Казань, надеюсь, она получится. Давайте сейчас перенесемся в Волгоград. Действительно, социолог – это своеобразный строительный, можно сказать, интеллектуальный кирпич, столб трансформации, конструирования российских федеративных отношений, если говорить применительно к направлению Леокадии Михайловны. Одним из столпов социологических центров это кафедра социологии, это Волгоградский государственный университет. У нас здесь присутствует Надежда Викторовна Дулина, доктор социологических наук. Пожалуйста, Надежда Викторовна, что вы можете сказать по теме нашего сегодняшнего круглого стола? Просим вас. Яна Алексеевна, спасибо большое. Я все-таки Васильевна, да, моя Надежда Васильевна. Извиняюсь. Не, все в порядке, все в порядке. Да? То есть первое слово благодарности я хотела бы сказать именно вам. Да? Как тонко и вот чутко, да, отреагировать именно на сегодняшнюю дату. Да, действительно, сегодня душа прощается, ну, да, с тем, чтобы еще раз взглянуть, а что же остается на земле и насколько оно будет памятно. А оказалось, что памятно. Действительно, одномоментно, буквально за несколько дней, да, собралось такое большое количество людей, знавших Леокадию Михайловну, за круглым столом, с тем, чтобы вспомнить и что-то напомнить. Я вот сидела, слушала, да, и удивлялась. Господи, а сколько же мы действительно не знаем? Каждый вот добавляет какую-то крупинку, и этот портрет вырисовывается совершенно вот с какой-то неожиданной, непривычной, да, с той стороны, которую вот, ну, я не замечала. Да? Я не буду лукавить, я не занимаюсь этносоциологией, но при этом понятно, что юг России, да, это столь плотное, да, столь мощное вот ядро разных этносов, народов, что нравится или не нравится, когда ты в этом постоянно живешь, что к этому обращаешься, и, понятно, обращаешься к работам Леокадии Михайловны.
да, для того, чтобы понять, для того, чтобы грамотно ответить, для того, чтобы действительно не наступить на ту территорию, на которую наступать просто-напросто нельзя. То есть про этносоциологию и про совместные там проекты не было у нас для Академии Михайловны совместных проектов. Про это я и говорить не буду. Я лучше скажу о другом, да? О том, о чем сегодня еще не сказали. Вот первоначально, перед самым началом, да, заставка была и перед ее интервью. Ну, нельзя не восхищаться. Красивая женщина. Вот красивая, да? Красивая и внешне, и изнутри. При этом, казалось бы, да, ну, небольшого роста. Но энергетика, которая исходила от этого человека, она просто притягивала. А однажды, попав в эту воронку, выбраться из нее было уже просто-напросто невозможно. Попадаешь под обаяние человека, с которым хочется разговаривать, у которого хочется учиться, с которым рядом хочется просто посидеть для того, чтобы что-то в собственной жизни и понять. Вот именно такой была Леокадия Михайловна. Ну, с тем, чтобы не быть голословной, да, я все-таки расскажу один эпизод, который напрямую связывает меня именно с Леокадией Михайловной. Ну, что такое диссертационный совет, каждый из вас представляет, что такое, да, там, председатель диссертационного совета, тоже каждый представляет. И у меня просто-напросто горела защита, она могла сорваться. При этом человек был подготовленный, нужен был оппонент. В родном институте социологии, да, вот первая дверь, в которую я постучалась, это была дверь Леокадии Михайловны. Казалось бы, сидит человек, занимается своими делами, да, вот незваный гость на порог. Ну, у меня действительно была такая ситуация. Леокадия Михайловна отложила свои дела. Она спросила, ну чё, да? Рассказывай. И я рассказала. И действительно, буквально, вот в течение, ну, вот чтобы не соврать, да, наверное, получаса мы поняли, кто именно в качестве оппонента на диссертацию с необычной темой, да, вот неожиданная такая, когда и трудно найти оппонента, действительно, кто может выступить. И она помогла, да, с тем, чтобы, в общем-то, вот этот вот диалог и с оппонентом уже состоялся. Я могу сказать, что защита прошла блестяще. Но всякий раз, когда я вот, да, я сидела на защите, я думала, господи, вот если бы вот этот камушек, да, именно в этот момент не упал в этот мешочек добрых дел, то, наверное, не состоялась бы защита, не было бы молодого, перспективного доктора наук, не было бы и у меня вот этого опыта, как работать с другими людьми. То есть вот у Леокадии Михайловны действительно можно учиться тому, что в первую очередь, да, это люди, это отношения, это взаимопонимание, это, да, доброта, которая исходит от человека, да, для того, чтобы все у нас получилось. Если в курсе, да, там за новостями следите, то в Волгограде сегодня заканчивается Всероссийский форум ветеранов. Я работала на этом форуме, Ульяна Алексеевна. Значит, я ходила, опять-таки, по тем же залам Сталинградской битвы, вспоминала и то, как мы там с вами ходили, да, те уроки, которые вы мне там преподнесли. Но при этом, зная уже, что будет круглый стол, на который я откликнулась, а я не могла не откликнуться, я наблюдала за аудиторией. Действительно, собралась вся Россия. От Калининграда до Камчатки. Да, вот, знаете, слова подобрать трудно. Но вот то, опять-таки, это, наверное, поколение, вот определенное поколение людей, которые, у которых доброта, она присуща. Я вела секцию, и, опять-таки, вот те уроки, которые были преподнесены, да, в том числе и выстраивание межэтнических отношений, они помогли мне справиться с той задачей, которая была на меня возложена. Так что спасибо, да, вот спасибо Леокадии Михайловне, что в моей жизни она была. Спасибо и людям, да, ну, в первую очередь Ульяне Алексеевне и Якутскому отделению Российского общества социологов, которые понимают, насколько это важно в нужный момент, в нужное время действительно выразить вот эти слова благодарности. Может быть, да, и Леокадия Михайловна, значит, в этом ряду сегодня у нас первая. Но вот теперь, может быть, и с каким-то опозданием я особые слова благодарности, если позволите, говорю и Ульяне Алексеевне. То есть какие-то вещи, которые мы с ней проговаривали, значит, находясь вот, значит, в залах музея панорамы «Сталинградская битва», они до меня дошли потом. И я вот понимаю, да, вот Ульяна Алексеевна поняла, да?
То есть вот эти бусинки, которые складывались постепенно, наверное, проистекая именно от Леокадии Михайловны, через и Леокадию Михайловну, и через Ульяну Алексеевну, они вчера сошлись именно вот на этом форуме, и я их, честно говорю, отработала по полной. Так что спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо большое, Надежда Васильевна. Вы меня действительно обрадовали. Я очень до сих пор нахожусь в смятении после поездки в Волгоград и после того, как не приняли мою статью в сборник. Присылайте, я теперь возьму, теперь я принимаю. Спасибо. По поводу сохранения памяти лиц различных национальностей и вероисповеданий в Волгоградском мемориальном комплексе. Спасибо большое. Хочу еще раз отметить, уважаемые коллеги, что вот почему Волгоград для нас очень важен. Это не только город-герой, это социологи. Вот сегодня как раз вот наши не-социологи отмечали, будьте честными и настойчивыми, занимайтесь актуальными проблемами. И вот именно социологи Волгограда очень активно отрабатывают отношение молодежи к Великой Отечественной войне. И вот они, целая команда, мы тоже немножко принимали участие, целая команда, которая поднимает этот огромный пласт исторической памяти и мониторит, как она меняется к этому великому подвигу советского народа и что остается в памяти последующих поколений. Эта тема по-настоящему социологическая и нравственно-патриотически очень важная. Мы должны действительно конструировать общество наше в лучших ценностях наших народов и российской гражданственности. Так что спасибо большое вам, волгоградским социологам, что вы на рубежах, можно сказать, миролюбивой российской науки. Итак, спасибо, друзья, очень спасибо, что вы напомнили о таких наших важных вещах. Давайте мы сейчас перенесемся еще раз к нам в Якутию и вспомним нашу Леокадию Михайловну в живом облике соратниц. Здесь у нас присутствует наш кандидат социологических наук Ванда Борисовна Игнатьева из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОРАН. Пожалуйста, Ванда Борисовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, да? Значит, в какой-то очередной приезд Леокадии Михайловны мы отмечали ее юбилей. Была очень теплая компания ее коллег, соратников, последователей, единомышленников. Все говорили теплые, хорошие слова в ее адрес. Она была очень довольна. Но в конце концов мы все вот единодушно пришли к мнению, что Леокадию Михайловну, нашу Леокадию Михайловну, можно сравнить только с таким чудным явлением природы, как якутский алмаз. Сколько граней в алмазе, столько и граней в личности, биографии, человеческой биографии, научной биографии Леокадии Михайловны Дробежевой. Вот у каждого из нас сохранился ее такой светлый облик, который играет разноцветными гранями, как якутский алмаз. Я однажды Леокадии Михайловне рассказала, что я с ней познакомилась задолго до того, как мы с ней встретились уже, что называется, воочию. Значит, когда мне было 7 лет, значит, мы тогда жили в Нюрбинском районе. Мой папа учился в Москве в аспирантуре. Значит, по образованию он экономист, писал свою первую диссертацию. И, видимо, как молодой человек, тогда решил украсить ее данными молодой тогда науки, социологии.
А он был аспирантом, был тогда такой институт, Всесоюзный институт оплаты труда. Значит, он писал по этой теме, видимо, сейчас я точно не могу вспомнить название, и писал про оплату труда работников сельского хозяйства на примере доярок. Вот тогда Нюрбинский назывался Ленинский район. Я помню, все лето мы с братом, брат тоже учился в начальной школе, помогали отцу тогда вот таким ротатором или и так далее, да, распечатывали анкеты огромные, чуть ли не А3, мы его делили и так далее, скрепляли, и все лето на мотоцикле с отцом ездили по фермам. Вот, значит, этого Ленинского района. Наша задача заключалась в том, чтобы доярки не пропускали ни один вопрос, мы за этим следили. Я думала, ой, какая хорошая профессия, социолог, вырасту, стану социологом. Почему-то я так подумала. Отец привез еще много книг по социологии, их было много, но мне понравилась одна книга. Очень сильно я ее для себя выделила. Видимо, она мне понравилась тем, что она была такая маленькая, миниатюрная. Значит, автором была Л.М. Дробежева. Называется книга «История и социология». Издана в Москве в 1971 году. Я подумала, вырасту, стану социологом и напишу такую же маленькую миниатюрную книгу. Вот было такое детское, значит, желание, мечта. Но потом, спустя какое-то время, видимо, диссертация была готова, но тут уже случилось вот что-то такое непонятное для нас. Вдруг там заговорили там мама с папой какие-то тревожные слова там и так далее. Это потом мы выяснили, что поскольку он был коммунистом, его вызывали в обком партии, якутский обком партии, что он вот своими данными, приведенными в своей диссертации, дискредитирует работу якутского обкома, что наши доярки, советские доярки никак не могли ответить, так плохо оценить свою оплату труда, что у них, значит, зарплата хорошая и так далее. Но, во всяком случае, случились какие-то неприятности в семье, и я подумала, какая плохая профессия социолог, не буду социологом. Значит, потом, значит, я поступила, как Леокадия Михайловна, я тоже по образованию историк. Все-таки вот история и социология в книге, я все-таки выбрала историю, да? Стала историком. И обучаясь на историческом факультете, тоже встретилась такая фамилия, но уже мужчина, Дробежев Владимир Зиновьевич. Это потом, как я выяснился, оказался супруг любимый Леокадии Михайловны. Помните, было введение в историю советского общества, потом было учебное пособие «История СССР. Эпоха социализма». Вот каким-то образом вот фамилия Дробежева как бы шла, да, через мою жизнь. Ну и потом воочию, значит, мы, видимо, тоже встретились с ней случайно, потому что в 1986 году случились события у нас в Якутске весной, которые сейчас уже во всех учебниках, во всех монографиях и так далее, да, как события в Якутске, от которого, так сказать, пошла череда вот таких межнациональных волнений и прочее. И в связи с этим к нам приезжал тогдашний председатель Совета министров РСФСР, по-моему, Виталий Иванович Воротников. Вот. И по совещанию в Якутском обкоме партии было принято решение расширить состав сектора лаборатории социологических исследований тогдашнего ЕЛИ, образовали отдел этносоциальных процессов и межнациональных отношений. Вот в этот отдел мы и влились. Вот сидящие здесь тоже нашим, тогда было очень много нас молодых, Инна Спиридонова, Татьяна Петрова, Сережа Свинобоев, Марьяна Бурцева. В общем, большой отряд выпускников
нашего университета, в том числе и я. И как раз вот она в своем интервью говорила, что первое мое знакомство в Якутии состоялось как раз с сотрудниками Института языка, литературы и истории, вот это мы. И я даже точно скажу, это 94 год, когда в 4 российских регионах, в Татарстане, в Алании, Тыве и Саха-Якутии, вот как раз реализовывался очень большой американо-российский проект по проблемам постсоветского национализма. И мы, сотрудники этого отдела, принимали в нем самое большое участие с очень большим количеством респондентов. И для нас это, конечно, был очень такой огромный, мощный опыт, да, участия в таком масштабном исследовании. Потом по результатам исследования появилась коллективная монография, вы помните. Потом, значит, вышла монография Виктории Каратеевой «Экономические интересы и национализм» в середине 90-х годов. И я вот помню, что тогдашний руководитель нашего отдела, он же директор института, вот с каким-то вот упреком нам говорил, что вот благодаря с вашей помощью наш Михаил Ефимович, речь идет о нашем первом президенте Якутии, да, стал не только националистом, он стал еще и экономическим националистом. Ну, были такие времена, это вот сейчас нам бы как смешно об этом говорить, но смотришь назад, вспоминаешь прошлое. Я думаю, оценку этого проекта Леокадия Михайловна дала в своем интервью, но я лично от себя хочу сказать, что Леокадия Михайловна, конечно, один из тех немногих ученых, кто вложил громадный вклад в деполитизацию термина национализм. Для нас, для якутян, которые пережили на всем протяжении 20-го столетия, начиная с 20-х годов, с дела, значит, Павла Васильевича Ксенофонтова, ну и на исходе вот как раз майскими событиями 1986 года, когда целый народ упрекали в национализме и так далее, да, вот ее вклад, именно ее вклад в нейтральное понимание этого термина, мне кажется, очень значительным. Второе, что я хочу сказать, что тоже считаю это громадной ее заслугой российской социологии, то, что проблему межнациональных отношений невозможно решать в отрыве от решения проблем федеративного строительства и федеративных отношений. Я тоже это считаю очень большим вкладом в российскую науку. Кроме того, значит, Леокадия Михайловна делала все для того, чтобы голоса специалистов с мест всегда были слышны в Москве во весь голос. Как-то однажды она мне позвонила и говорит, в Государственной Думе, в комитете состоится, значит, заседание комиссии, значит, по проблемам миграции и межнациональных отношений. Я прошу тебя прилететь. Значит, я буду выступать с большим докладом, потом буду выступать как бы голоса с мест, в том числе я хочу, чтобы была представлена Якутия. Но я помню, что-то отнекивалась, потому что там, видимо, что-то не оплачивалось и так далее, но тем не менее она меня убедила, я прилетела, и в Государственной Думе сценарий поменялся наоборот. Сначала, значит, прозвучали голоса с мест, а потом заключительным, значит, докладом выступала Леокадия Михайловна. Я подумала, какая же Леокадия Михайловна мудрая женщина, потому что голоса с мест
значит, не всегда были, значит, ну, лицеприятны, или как вот сказать, да, потому что вот сегодня от нас требовали честности и так далее. Мы люди честные, северяне особенно. Значит, я высказала все, что я думаю как раз по проблемам межнациональных отношений, о нашем отношении к миграции и так далее. Да? Леокадия Михайловна все очень аккуратно, значит, подвела итоги наших выступлений, какие-то вот острые места она стушевала и так далее. В общем, заседание закончилось мирно. Я еще сама лично Леокадии Михайловне благодарна за то, что она, вот начиная с первых дней нашего знакомства и до конца своих, значит, земных дней, она доказывала, что патриоты России живут не только в Москве и в Питере, что патриоты России живут еще и в регионах, которые Россию любят. Но тем не менее, наш патриотизм не означает того, чтобы мы наши острые проблемы нашего общества должны решать сообща и говорить честно о наших проблемах. Все, спасибо. Спасибо большое. Ванда Борисовна, вы открыли перед нами то, что действительно даже немножко подзабыто. У вас такая свежая, ясная память. Я вот забыла добавить. В порядке подготовки вот к этому круглому столу, значит, я посмотрела Википедию, да, посвященную вот страничка Леокадии Михайловне. Там, значит, год первой публикации, 65-й год, это первая ее кандидатская диссертация, да? Потом резкий скачок в 80-м, а вот ее прекрасная работа вот 71-го года о соотношении истории и социологии. Вот у нас даже была такая живая дискуссия, принимала участие еще и Донна Барри, это профессор из университета Пенсильвании. Да. И Помню. она говорит: Ванда, как хорошо, что вы вообще подняли этот вопрос, да? Потому что вот когда я писала эту работу, это 71 год, вообще очень интересное содержание, если убрать там советское крестьянство, да, колхозная молодежь и так далее, вот если прилагательно убрать, очень даже актуально звучит. Я вот предлагаю тоже в нашей национальной библиотеке вот эту работу оцифровать, оцифровать, потому что в 1971 году она говорит о необходимости изучения национальной проблематики. Это в те годы, когда мы говорили о дружбе народов, о полной победе ленинской национальной политики и так далее. Да? Я думаю, что это для наших молодых коллег и вообще для всех, кто интересуется, будет очень полезно. Вообще вот последние это работы имеют все возможность читать, а вот ее первые труды, которые вот начиная с 65-го, да, вот мне вот 71 год, они тоже должны быть оцифрованы. Обязательно. Да, спасибо. Пожалуйста, передайте. Я думаю, что по этим вопросам, может быть, еще что-то потом скажет у нас Марина Николаевна Муканова, как я вижу, она тут из Калмыкии присутствует. Потом, подготовьтесь, если у вас есть желание. Вообще, у кого есть желание выступить, пожалуйста. Можно, Ульяна Алексеевна, я дополню Ванду Борисовну? Кто у нас это вышел? Это Саргалана Макаровна. Саргалана. Да, вы приехали? Вы приехали из Белоруссии? Я с Беларуси приехала, да. Вот сегодня очень, конечно, большое мероприятие, очень серьезное мероприятие. Я к нему не готова, но я просто хочу дополнить Ванду Борисовну, поскольку Ванда Борисовна была свидетелем того, как я познакомилась с Леокадией Михайловной Дробежевой. Все тут говорили о ее большом вкладе в этносоциологию, о том, что она укрепляла своим поведением, всем своим статусом, всей своей жизнью межнациональные отношения на практике и не только теоретически. Вот, допустим, я на своем собственном примере хотела бы сказать, что я, поступив в университет, узнала, что я якутка. Мне на мою национальность указали представители нашего
этнического нюрбинского улуса, да, однонационального, скажем так. И мы воспитывались, я отношу себя к старшему поколению, мы воспитывались, конечно, в межнациональной среде, поэтому у нас не было различий, кто ты по национальности, и никогда не было указания на твою национальность. Но дело в том, что вот благодаря судьбе я стала заниматься этносоциологией, хотя я по первоначальному образованию географ, потом получила экономическую специальность и так далее. Да? Но с трудами Дробежевой, конечно, я познакомилась, наверное, поздновато, вот, к великому сожалению. Но дело в том, что благодаря судьбе мое имя переводится, вот кто не знает, мое имя переводится с русского на якутский «счастливая». Я счастливая в том плане, что меня свела судьба в моей жизни многострадальной, скажем, многостаночной жизни с двумя великими женщинами, имя которой упомянуто было сегодня, Татьяна Ивановна Заславская. Я с ней была знакома с тех времен, когда она работала в стенах Сибирского отделения Академии наук. Вот, еще до отъезда ее в Москву из Новосибирска. И потом со временем вот меня свела судьба через нашу Ванду Борисовну в Казани с Леокадией Михайловной. И вот что удивительно. Удивительная женщина в том плане, что она умела слышать и слушать. Вот это ее великое качество, это вообще великое качество женщин, не то что женщин, а тех людей, которых мы считаем великими, с которыми нам посчастливилось в этой жизни встретиться. И они являются, естественно, нашими духовными учителями. Почему? Потому что не только их статус, не только их поведение, а вот умение общаться, живое общение и с тобой как с равным, это возвеличивало их в глазах простого человека, простого исследователя, каковым я себя отношу. Да? И вот помню, что я выступила на Всероссийской конференции «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», который проводили в Казани в 2014 году. И после этого Леокадия Михайловна сама лично подошла ко мне, поинтересовалась тем, какими вопросами я занимаюсь. А у меня была тема выступления по этносоциальной адаптации коренных малочисленных народов Севера, да, к позитивным изменениям, трансформационным изменениям в обществе. В целом, после была свидетелем, как встречали ее в узком кругу этносоциологи Казани. И вот это состоялось тесное общение с этносоциологами Казани, Москвы в стенах института имени Барзани, Института истории в Казани. Вот я сегодня вижу Лию Борисовну, и, к сожалению, почему-то она не может никак подключиться к нашему разговору, хотелось бы ее услышать. И очень была рада сегодня слышать волгоградских коллег, потому что в Волгограде я была тоже во времена, когда у меня были гранты, и была возможность ездить по городам и весям, и знакома с коллегами, социологами Волгограда, хотела бы передать через Надежду Васильевну привет всем, кто меня помнит. И у меня в Волгограде похоронен родной дядя, которому мы, вот оставшиеся родственники, которые существуем сейчас в разных городах и весях нашей многонациональной родины, посещаем могилу неизвестного солдата, потому что неизвестно до сих пор. Он погиб в боях за Сталинград в 22 года своих неполных. И поэтому война вот очень многое связывает, и война тоже это очень такая трагедия. Вот недавно приехала с Белоруссии, ездила туда с международным пресс-туром, в котором я
бываю ежегодно во времена майских праздников, выезжаю с журналистами республики, и мы в этот раз ездили в Беларусь, это 5-й был международный пресс-тур. До этого я бывала в Казахстане, в любимом мной Казахстане, где много друзей, в Монголии и так далее. Нужно сказать, что Леокадия Михайловна, конечно, светлый человек. Мы все будем ее помнить, потому что вот даже краткие мгновения ее прикосновений к тебе, ее ауры вот такой светлой, душевной, человека великого и душевного остается навечно в твоей памяти. И мне бы хотелось, чтобы ежегодно вот это стало традицией, да, мы бы какие-то чтения проводили в памяти Леокадии Михайловны в это время, потому что сейчас есть много возможностей. И на примере беззаветного служения науке таких высоких личностей, как Леокадия Михайловна, можно учить нашу молодежь патриотизму, можно учить нашу молодежь не прерывать те ценности, которыми мы пропитаны, которыми мы воспитаны, и на которых мы воспитаны, и стремимся в своих исследованиях, конечно, равняться на таких великих личностей и благодарить свою судьбу за то, что судьба подарила нам хоть мгновенное, но не дальновидное, но не долгое общение с такими личностями. Спасибо вам всем, кто Спасибо большое. Да. Организации Ульяны Алексеевны и Национальной библиотеке спасибо за то, что проделали большую работу по цифровизации трудов Леокадии Михайловны. Да. Светлана Макаровна, вы здорово, хорошо выступили, тем более успели приехать из Беларуси, и вся напитанная такими свежими впечатлениями и понимающая глубину исторического значения социологической науки. Сейчас мы с вами перенесемся в Новосибирск. Нас там ждет наш друг, доктор философских наук Юрий Владимирович Попков, а потом мы перенесемся в Северную Осетию. Там у нас ждет Хасан Дусусов, это друг, большой соратник Леокадии Михайловны. И еще мы ждем также от вас желания выступить. Итак, пожалуйста, микрофон мы передаем Юрию Владимировичу. Уважаемые коллеги, рад всех видеть, много знакомых, хотя эта встреча, конечно, по очень грустному поводу. 40 дней уже нет с нами физически Леокадии Михайловны, и в это, конечно, до сих пор трудно поверить. Но, как уже говорили сегодня, и интеллектуально, и духовно, и душевно она, конечно, остается с нами, остается и сейчас, и, я думаю, надолго останется в нашей памяти. Я не был учеником Леокадии Михайловны, я не участвовал в ее проектах, мы не проводили совместных исследований, но давно знаю лично Леокадию Михайловну, а ее работы, с ее работами знаком с начала 80-х годов. Вот. И, конечно, она почему-то воспринимала и меня, моих коллег новосибирских из Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук как оппонентов. Вот. В 2011 году, когда проходила очень серьезная большая конференция в Инионе, она проходила 20 лет спустя, по-моему, так называлась, то есть спустя после развала Советского Союза. Вот. Леокадия Михайловна делала пленарный доклад, заглавный доклад. И мы с ней встретились на подходе к зданию Иниона. Она меня увидела, говорит: о, вот оппоненты наши. Вот. Я немножко удивился. Я-то считаю себя не оппонентом Леокадии Михайловны, а человеком, который постоянно находился в дискуссии, поскольку ну, мы принадлежим к одному важному, серьезному направлению научному, социологическому направлению. И, конечно,
немножко и я, и мои коллеги немножко и другие вопросы ставили, и по-другому их ставили, и акцентировали иногда не только общие проблемы, но и различающиеся проблемы. Я как раз считаю, что это очень важный и позитивный момент для развития любой науки, в том числе и социологии. А в последнее время мы очень часто пересекались с Леокадией Михайловной и на конференциях, и вот в прошлом году, когда этот коронавирус всех нас настиг, было много встреч, вот и таких онлайн-встреч. И я вспоминаю вот прежде всего конференцию, которая в Казани проходила в 2018 году, которая была посвящена, ну, темой ее позитивный опыт регулирования этносоциальных процессов. И мы вместе выступали на пленарном заседании, я после нее. Но мне, прежде всего, я делал какое замечание, почему только позитивный опыт надо обобщать, а негативный опыт. Вот. И во-вторых, да, и вот когда Леокадия Михайловна делала пленарный доклад вот на этой конференции 2021 года, я поражался, что главный акцент был на том, что как здорово, вот мы уже почти победили, и у нас теперь гражданская идентичность по результатам опроса все опережает почти во всех регионах, чем региональную этническую идентичность и так далее. Я тоже как бы думала, ну а почему, и это, я понимаю, что она как человек, который знает жизнь гораздо больше, чем теоретики многие, которые, ну, как бы такой жизни и регионах не знакомы вот, визуально, а только по книгам, если что-то. Я-то считал, что, конечно, нельзя противопоставлять этническую и гражданскую идентичность. И на самом-то деле я знаю, что и Леокадия Михайловна тоже так думает, но вот в докладе я думаю, что это был определенный заказ, и она об этом как раз говорила. И вот то, что касается нас схожих моментов, как раз я считаю, что одним из важных моментов, которые она и мы, вот мои коллеги, настаивали, отстаиваем до сих пор, что эти разные виды идентичности нельзя противопоставлять, потому что, конечно, надо создавать такую жизнь в России, в стране, чтобы люди гордились и тем, что они представители определенного региона, определенного города, определенной национальности и, конечно же, представители России. Вот. Леокадия Михайловна, особенно в последнее время, тоже об этом много писала. Я считаю, что это очень важный момент. Могу также еще сказать, что когда обсуждался проект стратегии государственной национальной политики в 2012 году, я понимал, что идет очень серьезная борьба, в том числе методологическая борьба при разработке этой стратегии. И мы здесь, в Новосибирске, проводили много семинаров, обсуждали и свои предложения тоже направляли в разные инстанции, но вот я считал, что человек, который правильно поймет нас, это Леокадия Михайловна, и поэтому я персонально и ей в том числе отправлял вот наши эти идеи, хотя понимал, что не все, далеко не все идеи были учтены в этой в стратегии государственной национальной политики, и когда мы пересекались с ней на конференциях, вот в том числе и по этому поводу, я считаю, в концептуальном плане, ну, стратегия государственной национальной политики, она ну, явные пробелы имеет по разным моментам, поскольку по большому счету в ней заложена либерально-конструктивистская парадигма, и она доминирует там. Леокадия Михайловна, вот когда уже была вторая конференция в Казани в 2020 году, в октябре 2020 года, тоже по этой же теме, о которой я говорил, но она, я опять об этом напоминал, а Леокадия Михайловна говорила, ну как же, там не только вот конструктивизм присутствует, да, действительно, не только конструктивизм, там даже есть понятие народ, этническая культура, и есть и
как бы этнокультурное разнообразие, но когда, если вчитаться как следует, то можно обнаружить, что все-таки либерально-конструктивистское содержание там доминирует. Вот. Ну и говоря о том, что в последнее время мы и переписывались по электронке, и в феврале месяце мы проводим свой давно, уже четверть века, семинар «Этносоциальные процессы в Сибири». Вот в последнее время в онлайн-режиме. В феврале мы свой семинар посвятили 100-летию со дня рождения Брамлея. И когда я об этом Леокадии Михайловне написал, она очень позитивно на это откликнулась, поблагодарила нас за то, что мы эту память сохраняем и в Брамлею, и к его наследию. Вот. И 7 числа апреля, да, нет, я об этом позднее скажу, я хочу еще несколько тем затронуть, важных для этносоциологии, потому что считаю, что вот такая встреча, это мы не просто должны вспомнить о наших встречах с Леокадией Михайловной, правильные вещи сказать и о ней, как о человеке, и ее наследии, но и в том числе обсудить какие-то проблемы, в том числе теоретического плана, которые являются важными для этносоциологии, как научного направления, поскольку мы принадлежим, и на нас лежит ответственность развития этого научного направления. Так вот, еще один очень важный принципиальный вопрос, который мы так или иначе, ну, вернее, не обсуждали больше. Я ставил этот вопрос на одном из социологических конгрессов, на секции, которым как раз руководил Леокадия Михайловна вместе с Арутюняном. Вот, о предмете этносоциологии. Практически этот вопрос не обсуждается, но мы считаем, что этот вопрос не праздный, здесь не все проблемы решены. Я, например, считаю, что предметом этносоциологии можно рассматривать этносоциальные процессы. Вот. На эту тему написано, вот Жан Тощенко публиковал статью в своем журнале в 2009 году на эту тему. И ну вот, я думаю, что можно вернуться к этому вопросу и продолжить обсуждение этой важной темы. Еще один вопрос теоретического плана. В последнее время в одной из, буквально, может быть, предпоследней своей статье, которую, по крайней мере, я знаю, Леокадия Михайловна опубликовала, она ставит вопрос о деполитизации этничности. Говоря о том, что, несмотря на то, что ну вот, те, кто определяет стратегические доктринальные документы, пытались вот идти по этому пути, деполитизации этничности, это не получилось. И этничность так или иначе присутствует. Этничность, сами народы, понятие этнического, в том числе и в Конституции, в тех поправках, которые вот в последнее время, в прошлом году были внесены в нее, в эту Конституцию. Но это специальный разговор. И я считаю, что, и это правильно, что не происходит деполитизации этничности, потому что раз этническая проблема есть, и я вот здесь согласен с профессором Балзер, что избегание чего-то, невидение или сделать вид, что этого не существует, не означает, что проблемы этой нет. А наоборот, это может только усугубить ситуацию. И я считаю, с чем принципиально не согласен, что понятие этнической идентичности до сих пор в стратегии так и не существует. Хотя я считаю, что государство должно выразить свое отношение не только к гражданской идентичности, формирование которой ясно, что это базовая основа всего существования государства, но и к этнической идентичности. Она играет огромную роль до сих пор в обществе. Почему о ней это не говорится, а подспудно она оценивается как негативное явление? Почему? Вот. Тем более, что если мы говорим не о национализме в политическом негативном смысле, а об этнической идентичности. Вот. Еще один вопрос. Я думаю, где мы с Леокадией Михайловной очень вот, просто близки наши позиции. Она проводила исследование в 2016, по-моему, году, опубликовала в этой книге, и я сильно обрадовался. И потом эту методику, ссылаясь на нее, использовал в своих исследованиях.
был задан вопрос о том у населения, какие направления государственной национальной политики вы считаете являются очень важными, значимыми для благополучия России? Первый вопрос. И второй, как вы считаете, а какие направления национальной политики, то есть государственной политики в России преобладают, чему власти больше всего уделяют внимание? И оказалось, что здесь диссонанс существует. И самое важные ожидания населения от государственной политики, они оказываются неудовлетворенными. Это есть благополучие, ориентация на благополучие населения, не отдельных групп населения, известных каких, а большей массы населения. Причем не на словах, а на деле. Это проблема справедливости, и это проблема укрепления общего порядка, борьбы с коррупцией и так далее. Мне кажется, и в этом смысле вот эта гражданская идентичность во многом определяется уровнем престижа власти. И в этом смысле, конечно, для укрепления этой гражданской идентичности надо повышать престиж власти. А почему-то об этом как-то обычно не говорят, а ищут причины вот низкой, когда даже говорили о кризисе гражданской идентичности, и других основаниях. Ну и заключая, хотел о чем сказать. Леокадия Михайловна меня потрясала всегда своей неугомонностью, работоспособностью. И даже вот на этой конференции 2020 года, когда она мне сказала, что она перенесла ковид, но сейчас уже себя чувствует лучше, она всю конференцию ни разу не отключалась, прослушала все доклады, активно, как всегда, реагировала на какие-то вещи, подводила там итоги и так далее. Вот. И потом, когда уже чуть позднее, она жалела, что вот о наших работах она как бы не очень хорошо знает, хотя знает о наших исследованиях, прежде всего по статьям в СОЦИСе, и где она член редколлегии, и наши статьи, я так понимаю, всегда ей попадали для рецензирования, и также по грантам российского РГНФ, прежде всего, и она была экспертом, и она всегда высоко оценивала наши работы. Вот. И в последнее время, конечно, я просто все наши работы, которые крупного характера, отсылал, и у нас был очень хороший контакт. И могу сказать, что 7 апреля мы проводили наш очередной семинар «Этносоциальный процесс в Сибири», посвятили его вопросам обсуждения этнический феномен, его трансформация в последнее время и трансформации подходов и методических инструментариев для его исследования. Она, когда узнала об этом, сказала, что я обязательно подключусь. Мне очень интересно это все обсуждение, ваши идеи. И когда уже я видел, что ее не было на семинаре, а вечером она мне написала по электронке, к сожалению, я не смогла принять участие в семинаре. 11 апреля ее не стало. И так что вот тот семинар, очередной семинар, который мы проводили в понедельник, «Этносоциальный процесс в Сибири», мы также посвятили памяти Леокадии Михайловны Дробышевой. Я считаю, что, конечно, память сохранится, и молодцы якутские коллеги, которые организовали эту встречу. Я присоединяюсь ко всем добрым, правильным и хорошим оценкам и самой Леокадии Михайловны как личности, и ее творческого наследия, ее человеческих качеств. И считаю, что, конечно, надо проводить конференцию или чтение памяти Леокадии Михайловны. Спасибо большое. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Вы провели такой серьезный анализ не только трудов Леокадии Михайловны, но в целом этносоциологической и социологической науки. Вспоминается, как много говорил также Тишков о роли этнической идентичности на Казанском конгрессе этнологов. Мне кажется, у вас мысли во многом созвучны с ним. То есть мысль
ваша витает в интеллектуальном пространстве российской социогуманитарной науки. Спасибо большое за сегодняшнее ваше выступление. Мне кажется, надо будет его сформулировать как хорошую, серьезную академическую статью. Конечно, много шероховатостей сейчас, очень много понятийном аппарате и в теоретическом осмыслении реальных процессов, но самое главное, мы с вами идем вместе. До чего-нибудь, до светлого, устойчивого дойдем. Так ведь? Ну что, сейчас, мне кажется, вашим мыслям будет очень хорошо отзываться выступление нашего уважаемого председателя Северо-Осетинского отделения Российского общества социологов Тузусева Хасана Владимировича. Мы с ними тоже начинали в 90-х годах совместные сравнительные этносоциологические исследования. Хасан Владимирович, вы здесь? Хасан Владимирович, Северная Осетия, где вы есть? Он тут выражал желание выступить сейчас же. А он звук отключил, его и видно, сидит но чего-то он, видимо, не слышит, что ли? Его видно, Он не что... слышит, да. Видимо, у него звук не только с экрана отключен, но и... Исчез. Нет, он сидит, готовится, он видно. К выступлению готовится, только ничего. Так. Ну что ж, если он задерживается, значит, мы сейчас тогда попросим укреплять или оппонировать, я не знаю, как получится, тоже Новосибирской школе социологов. Здесь у нас присутствует тоже из Новосибирска Абрамова Мария Алексеевна. У вас есть тоже желание выступить? Мы предоставляем вам микрофон. Спасибо, Ульяна Алексеевна, спасибо, дорогие коллеги. Я очень рада, что хоть у нас, в общем-то, и достаточно печальный повод собраться и увидеть друг друга, но на самом деле я давно уже многих не видела, и очень, конечно, было приятно послушать всех. Ну, я, наверное, отчасти просто какой-то комментарий к выступлению Юрия Владимировича хотела бы сказать, потому что с Леокадией Михайловной мы познакомились уже, когда я переехала в Новосибирск. К сожалению, в Якутске я еще не успела с ней пообщаться, когда жила. Но вот наше общение в Москве, в Институте социологии, в принципе, не создало у меня, по крайней мере, ощущение, что она воспринимала Новосибирскую школу этносоциологии в качестве оппонентов. Более того, в 7-м номере в журнале социологических исследований 2014 года она опубликовала очень интересную статью, которая называлась «Пройденные пути и некоторые проблемы современной российской этносоциологии». И там представляла вот эту сеть этносоциологических школ, в том числе региональных, и, в общем-то, тепло отзывалась о Новосибирской школе, где она пыталась показать, насколько интересное, ну, скажем, такое развитие получила эта наука, начиная с 80-х годов в Советском Союзе, впоследствии уже в России. Я могу вспомнить о нашем приятном общении в Институте социологии, потому что каждый приезд – это действительно была своеобразная, наверное, попытка получить новые знания, обменяться, потому что она всегда очень с большим интересом воспринимала всю информацию о наших исследованиях, которые мы проводили. Я помню монографию, которую, кстати, мы делали по материалам исследований в Якутии, о проблеме адаптации молодежи Севера. Она с большим интересом восприняла эту монографию и сказала, что, конечно, это тот материал, который важен и нужен в качестве такого продления исследований и, может быть, какой-то дополнительной информации тех исследований, которые она проводила в Якутии. Впоследствии, когда мы уже по этой же самой методике проводили исследования в Хакасии, в Тыве, на Алтае, то есть для нее этот материал тоже послужил дополнительным каким-то источником, и в этом отношении мы всегда были рады обмениваться новыми какими-то данными экспедиционными, методическими приемами, которые находили. Поэтому, конечно, Леокадия Михайловна – это просто большая школа, к сожалению, к которой теперь очень, наверное, многие бы хотели вернуться, но теперь придется уже
делать какие-то другие шаги, вспоминая о тех уроках, о тех мудрых словах, которые она в свое время произносила, и мы, в общем-то, были свидетелями этого. Спасибо всем. Спасибо большое. Действительно, у нас Мария Алексеевна работает членом диссертационного совета по педагогике Северо-Восточного федерального университета. Гроза, можно сказать, соискателей. Да, Такая очень, уже гроза, не такая уж, Юлия Алексеевна, гроза. да, очень хорошо, что у нас такие умные выходцы из Якутии работают в Новосибирском академгородке и достойно представляют нашу сибирскую ментальность и научное мышление. Итак, мы продолжаем наш разговор, и мы сейчас хотели бы попросить тоже соратницу нашего Леокадии Михайловны, кандидата социологических наук Инну Егоровну Спиридонову. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Ульяна Алексеевна, за предоставленное слово. Я, конечно же, как и все мы сегодня, сожалею об уходе целой эпохи социологической отрасли знания российской и мировой, но с радостью и с большой благодарностью вспоминаю те моменты сотрудничества и общения с Леокадией Михайловной Дробежевой. Я, наверное, счастлива, что моя научная деятельность шла, так сказать, под эгидой той методологии, которая была представлена научной школой Леокадии Михайловны Дробежевой. И есть что вспомнить, особенно те моменты неформального, что ли, общения, когда мы готовили значит, проведение социологических исследований на территории Республики Саха-Якутия, когда выезжали на этносоциологические сессии в Москву, где мы участвовали на равных, тогда еще совсем молодые социологи, в разработке инструментария. Это была, конечно, школа мощная, и это давало импульс последующим нашим работам и проведению самостоятельных исследований, которые потом уже выливались в коллективные и монографии. Я с особой теплотой к ней отношусь, потому что она ровесница моей мамы, тоже 33-го года. Они даже внешне и характером похожи, и даже практически в одно время, вот в апрель, ну, правда, с большой разницей в годах, они ушли. Поэтому у меня особые пиететы и добрые отношения к ней всегда были. Поэтому с большой благодарностью и уважением к той работе и тому сотрудничеству в те, начиная с 90-х годов и последующие годы, конечно же, я сохраню и буду чтить ее память. Большое всем спасибо. Инна, прямо твое выступление будоражит душу. Действительно, мы Леокадию Михайловну воспринимали как мать. Я, допустим, я ей очень благодарна за то, что она меня вытащила из психологической науки в социологию. Я писала докторскую диссертацию с пожеланием сделать психологическую, но меня в кафедре акмеологии прогнали. Сказали, не пойдет.
работа была исследована на этих совместных проектах Тувы, Якутии, Северной Осетии и Татарстана. Вот Дусусов Касан, вот наш коллега, кто-то потерялся. Вот это, потому Леокадия Михайловна сказала, в таком случае пойдем в социологию. И она мне представила Владимиру Александровичу Ядову, председателю диссовета по социологии. И они, значит, просмотрели мою работу, сказали, что можно скорректировать. И я очень быстро, значит, вышла из Института социологии доктором социологических наук, чему я очень благодарна. И поэтому Леокадия Михайловна для нас всех является доброй матерью, защитницей и вдохновительницей на честный, добросовестный труд социолога, выразителя интересов своих народов. И эту память мы, конечно, не потеряем. Мы будем нести ее в самых разных направлениях, но знать нашу цель. Мы эту цель бережно будем хранить, поддерживать и развивать. Цель, которая была путеводной звездой жизни Леокадии Михайловны. У нас много. Каждая личность, кто соприкасался с Леокадией Михайловной, имеет свою историю. Давайте попросим Раису Ариановну Кузьмину поделиться своими воспоминаниями. Я познакомилась с Леокадией Михайловной тоже в 90-е годы, участвовала в 2 ее проектах, вот в подготовке коллективной монографии «Социальные и культурные дистанции. Опыт многонациональной России» и «Социальное неравенство этнических групп. Представление и реальность». Но мне бы хотелось просто остановиться как бы на ее человеческих качествах. Тут очень много говорили о ее вкладе, так сказать, о научном вкладе. Вот. Но вот это участие в проектах, которое было, да, оно очень сильно повлияло в хорошем смысле на якутскую социологию региональную, потому что, во-первых, мы узнали много нового, не только в плане методологии, да, новых инструментариях, но просто технологии как бы проведения социологических исследований. И, конечно, это не могло не сказаться на качестве проводимых исследований в дальнейшем. Далее, то, что мы общались, вот, готовя эти монографии с исследователями из Татарстана, Башкирии, Тувы, то тоже завязывались какие-то человеческие такие и научные связи. И в центре этих, конечно, связей всегда стояла Леокадия Михайловна, то есть она умела соединять людей. Вот. Мне хотелось бы поддержать Ольгу Васильевну из Волгограда, да, которая говорила о красоте. Ну, может, даже и женской красоте Леокадии Михайловны. Для меня Леокадия Михайловна – это идеал женщины-ученого, потому что в те годы, я не знаю, как сейчас, был распространен такой стереотип, что женщина-ученый – это в какой-то степени синий чулок. Но вот мне хотелось всегда воскликнуть, даже я хотела написать статью в те годы, что посмотрите на Леокадию Михайловну Дробежеву. Какая она красивая, какая она обаятельная, какая она элегантная, ну, не говоря уже об ее уме и так далее. И в то же время человек очень преданный науке. То есть она к нам приезжала в республику очень много раз. Мне кажется, что ей нравилось работать в поле. Вот, сама проводила вот эти исследования, о которых говорили, да, брала интервью у элиты. Вот. Также очень импонировало то, что она была очень демократична. То есть отношения строились, вот вроде как провинциальные ученые, они строились на равных. То есть демократический стиль. Ну, у нас несколько были другие отношения с новосибирцами, может, конечно, это можно объяснить тем, что мы тогда только зарождались как социологи. Вот. И
то время, когда она стала директором Института социологии, тоже к нам приезжала, несмотря, так сказать, на свою занятость, это нисколько ее не изменило. Только у ней стали появляться такие, как бы она делилась своими заботами, что вот надо бы крыльцо починить, надо вот деньги достать, и жаловалась, что не хватает денег на науку. То есть не денег, а не хватает времени, да, заняться наукой. Поэтому вот сам образ, да, Леокадии Михайловны, когда она приезжала в Якутск, вот мне кажется, что все наше общество социологическое, и женщины, и мужчины, они все так вдыхали. Леокадия Михайловна приехала, надо встретиться и так далее. Ну, обожание, в общем, такая аура вокруг нее была. Вот, поэтому то, что ее не стало, да, я вот считаю, что это очень, конечно, большая утрата, и мы потеряли большого друга нашей республики. Вот. Ушел красивый, талантливый, светлый человек. Но я просто надеюсь, я вот послушала наших социологов, да, что вот те принципы и те уроки, которые Леокадия Михайловна, в общем-то, фактически давала у нас в республике, они будут как бы сохранены, да, и будут продолжаться, так сказать, в работах якутских социологов, в работах других социологов. И хотела поддержать вот тут вот идею, да, о том, что может устраивать ежегодный какой-то круглый стол, да, который связан с ее именем Леокадии Михайловны Дробежевой. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, Раиса Яновна. Такое теплое вспоминание. Я вспомнила нашу с тобой юность, как мы с тобой учились в Ленинградском государственном университете, психологическом факультете, и обе изменили психологии. Я, например, социолог, а вы кандидат экономических наук. Тем не менее, оба стояли у истоков социологической лаборатории при Институте языка, литературы и истории. Так что мы с вами на самом деле тоже своеобразные оплоты региональной социологии. И именно благодаря объединяющей силе Леокадии Михайловны Дробежевой. Мы наш круглый стол проводим под эгидой Российского общества социологов. С нами здесь присутствует одна из организаторов сегодняшнего круглого стола, очень активный вице-президент Елена Николаевна Икенгрин, кандидат социологических наук. Елена Николаевна, будьте добры, откройте свой микрофон. Открыла. Слышно, да, меня? Хочу поприветствовать такое такую широкую аудиторию, ведь собралась вся Россия. Спасибо, Ульяна Алексеевна, что организовали нас. Ну, и хотелось бы передать пожелание хорошему проведению этой конференции и то, что помнят и скорбят те наши родственники, которые не смогли поучаствовать. Это и Вишневский Юрий Рудольфович, и Здоровский Город Ефимович, и больше всего сожалела Виноградова Ирина Михайловна, потому что она с ней очень много тоже работала в проектах. Я не работала в проектах с Леокадией Михайловной, но с 2003 года у меня я ее постоянно фотографирую, где бы ни встречалась. И на самом деле это очень красивый, позитивный человек. И всегда хотелось быть с ней как-то рядом. И потом, когда в соцсетях мы разместили это печальное известие, столько пришло отзывов,
столько ну, хороших слов они сказали. Что, ну, а потом, когда еще и мы прочитали правительственные телеграммы с соболезнованием, то ну, еще больше прониклись значимостью ее. Ну, в общем-то, вот у меня и все. Но тут у нас хотел бы еще Бишкек выступить, присоединился. Он сейчас вот освободился. То есть Ульяна Алексеевна. Ну, можно, конечно, подключите Бишкека. Угу. Сейчас я это... Во. Добрый день, уважаемые коллеги. Как вы меня слышите? Вас Как? очень громко слышно. Сейчас Очень Елена... хорошо слышно. Как вы слышите Бишкек? Да, прямо как будто Да. соседям сидите. Позвольте поблагодарить организаторов памяти Леокадии Михайловны. Я сам тоже социолог, являюсь вице-президентом Социологической ассоциации Кыргызстана. У нас тоже в Кыргызстане сильная этносоциологическая школа. И вот я тоже посмотрел работу Леокадии Михайловны и хотел сопоставить тоже с кыргызской этносоциологической школой, вот, какие параллели есть, и потом порекомендовать некоторым нашим студентам, магистрантам, аспирантам, что вот этот параллель тоже изучали. Я, наверное, думаю, что Асанбек Табалдиев, наш тоже выдающийся социолог, в 1966 году открыл первый на территории Кыргызстана социологическую лабораторию в Кыргызском государственном университете. И вот я сейчас вот сравнивал их публикации, и они во многом схожи. И по дате, по времени, я думаю, они друг друга, наверное, знали. Вот Леокадия Дробежева написала в 65-м «Лень использования местного опыта хозяйства строительства, советский образ жизни общий и национально особенное» в 1972 году, социально-культурное развитие и сближение наций в СССР на современном этапе 1972 год. И таких работ много у Леокадии Михайловны, а вот Асанбек Табалдиев тоже вот в 1970 году он защищает докторскую диалектика двух тенденций в развитии нации и национальных отношений в советском обществе. Опыт социолога, социологического анализа действий двух тенденций, 70-й год. В 1972 году национальная, межнациональная и интернациональная традиция советского народа. В 1971 проблемы конкретно социологических исследований национальной культуры. И анализируя вот этот параллели, и вот тот период, советский период, общая тема, и я думаю, у них какая-то была связь, надо еще дальше изучать. Я сам не этносоциолог, я социолог религии, занимаюсь политической социологией. И спасибо организаторам и Елене Николаевне, что вот благодаря ней вот в таких мероприятиях я участвую. И я бы хотел, чтобы вот этот каждый год проводилось, выше еще одна коллега тоже говорила, да, и чтобы здесь побольше у нас Асанбек Табалдиев, он в 1975 году умер, и он был в Кыргызстане первое слово, термин социология он принес кыргызскую действительность научную, да, и первые социоисследования именно были проблем межэтнических отношений и вот диалектика рассвета нации. Вот одно фундаментальное исследование, которое они проводили, результаты не были опубликованы, там более 10 печатных листов, там местный, ну как, Госкомитет по безопасности запретил публиковать результаты этих исследований. Вскоре он заболел, потому что он тоже был патриотом, философом, занимался социологическими проблемами. И в 1975 году умер, и после него и далее продолжили Айнура Бекун-Илибаева, доктор философских наук, профессор, этносоциолог. Сейчас наш коллега есть, который работает в нашей кафедре, доктор социологических наук, Турбек Умиралиев, он тоже
много ездил в Москву, и вот это институт этносоциологии, вот, я думаю, он, наверное, был знаком. Следующий, когда будет уже конференция, может, уже в следующем году, да, посвященная. Да. Как он лихо вошел, так же неожиданно и ушел, кажется. Конечно, сам. Мы никого не трогаем. Нет, нет, нет. Мы никого не трогаем. Итак, уважаемые коллеги... Это у нас получилось вот так. Вот такие параллели я вот нашел. Я думаю, будет интересно, что дальше это рассматривать. И то, что вы сегодня организуете, это очень хорошо. Вот память выдающихся социолога, это те корифеи, которые стояли у истоков социологических школ, и благодаря им социологические школы именно на национальном уровне тоже она поднималась, параллельно шла. И еще раз позвольте поблагодарить организаторов Леокадии, память Леокадии Михайловны Дробежевой. И мы, Бишкек, Кыргызстан, социолог будет всегда на связи, мы будем сотрудничать. В следующий раз будет побольше коллег наших выступать. И спасибо Елене Николаевне, благодаря которой я вот сейчас с вами на связи. Всего хорошего, желаю успехов и дальнейших плодотворных. Матыкбек, Малтабайр, как хорошо, что вы здесь у нас с нами. У нас очень много в Якутии кыргызов, наших родственников по крови и по культуре, и по языку, но мы их совсем не умеем исследовать. Так что давайте придумаем, что какой-нибудь общий интересный проект. Пожалуйста. Это хорошая идея. Угу. Да. Можно совместно межстрановые исследования проводить. Потому что мы с вами не потеряемся. Вы очень хорошо вовремя появились на нашем круглом столе. Спасибо Елене Николаевне, заслуженному работнику науки Ханты-Мансийского автономного округа. Она знает и север, оказывается, хорошо знает и юг, и таких ценных кадров, как вы. Спасибо вам большое. Значит, мы подходим к завершению, но есть третья попытка. У нас есть Лилия Сагитова. Лилия Борисовна, вы здесь? Нет, она здесь. Ага. Да, нужно было ей куда-то прийти совсем другое учреждение. Да? Ага. Да. Лилия Сагитова. Пожалуйста. У нас Лилия Сагитова, ее выступление будет завершающим нашего круглого стола, как раз как будто специально придумано. Она у нас является одним из авторов самой замечательной статьи по научной биографии Леокадии Михайловны Дробежевой. Пожалуйста, Лилия. Нет, она прекрасно знает, что сейчас нужно. Может, ей позвонить и поднесем микрофон? Да. Ага, так, сейчас. Ага. Нет, драгоценная. Нет, Лилия, сейчас у нас идея появилась. Лилия, это Анатолий, привет. Сейчас вы будете говорить, а мы поднесем микрофон. Все услышат. Ага, хорошо. Все, тогда вот. Ага, да. Все, давайте. Да. Ага. Все, вы в эфире. Уважаемые коллеги, спасибо огромное, что таки нашли выход, и я смогла к вам прорваться. Вот, к сожалению, техника подводит. Мы очень рады. И да,
Я рада увидеть всех. Это на самом деле огромная этносоциологическая семья, которую, в общем-то, собрала Леокадия Михайловна, наша дорогая, несмотря на то, что она ушла. Мы вот благодаря ей все вместе на этом круглом столе, и я хотела выразить огромную благодарность нашим якутским коллегам, что они такой замечательный круглый стол организовали вот на 40 дней, да, в память о Леокадии Михайловне. Прозвучало очень много искренних и, ну, таких, знаете, правдивых свидетельств, да, о ней, о нашем учителе. Я коротко хотела бы просто, ну, сказать от себя и свое. Конечно, многое я сказала, изложила в биографии, которую я писала к ее 80-летию в 2013 году. И Леокадии Михайловне мне отрадно, что вот эта биография, с которой я ее познакомила, прежде чем опубликовать, она ей понравилась. И вот как-то я была довольна и рада, что получилось так, что это ее устроило, что это ей понравилось. Потому что я писала ее очень долго, мучительно, потому что чувствовала ответственность перед этим вот человеком, ну, цену которой, как бы, мы понимали и при жизни о ней. Я могу сказать, что Леокадия Михайловна – это моя научная мама. И я думаю, что, ну, она тоже, наверное, так же относилась, потому что я чувствовала постоянно ее плечо рядом с собой. И я сотрудничала с ней с 1994 года. Это наши совместные проекты, собственно говоря, которые сроднили нас вот со всеми здесь присутствующими на этом круглом столе. И я хочу сказать, что вот это сотрудничество и сама Леокадия Михайловна, они нас связали очень сильно по-человечески. Потому что мы очень много участвуем в конференциях, ездим, выступаем, взаимодействуем с коллегами. Но вот такого, как с Леокадией Михайловной, чтобы это, ну, была часть твоего сердца, этого нигде нет. Только вот в ее сообществе, в ее этой огромной семье, вот мы все родные, мы все семья, и это правда. И немного я, наверное, еще чуть-чуть скажу о Леокадии Михайловне, потому что могу сказать, что, ну, у меня был режим включенного наблюдения с ней. Я всегда, ну, знаете, следила за ней, да, впитывала все, что она говорила, как она себя вела. И у меня была счастливая возможность, когда я писала под ее руководством кандидатскую диссертацию и уже выходила на защиту в Институте этнологии и антропологии, она мне сказала: Личка, вы будете жить у меня. И вот несколько дней, вот этот период защиты и подготовки к ней, который я жила в этой ее квартирке небольшой на юго-западной, я думаю, квартирка вот эта маленькая, уютная, в которой все побывали, думаю, из нашего сообщества. Это улица 33 военных комиссаров. Да. Вот. Этот адрес, который для нас такой актуальный и святой, да, остается для всех нас. Вот я жила в этой ее квартирке, и я просто, ну, вот смотрела, как живет этот человек. Я видела, что она была постоянно на связи. Вы знаете, она была постоянно на телефоне. Ей звонили, ну, день и ночь просто люди со всей России и из-за рубежа. И я была поражена тому, как она взаимодействует со всеми, находит для всех время, какие-то идеи, мысли. И видно было, что с тем, с кем она общается, это вот частичка ее, это частичка ее души. И она принимала активное участие вот во всех
теми, с кем общалась. Я поражалась тому, когда она успевает вообще еще писать статьи великолепные, монографии. То есть, понимаете, вот это вот время, ее индивидуальное время, Акадии Михайловны, оно какое-то было совершенно иным, в отличие от нас. Это какой-то феномен, потому что вот в эти 24 часа суток она могла уместить, громадное количество событий, души и вот этой коммуникации с нашими с коллегами, на которые, я думаю, редко кто способен. Это феноменальный человек. Вот. И то есть вот эта вот роль ее посредника и организатора, и, собственно говоря, можно сказать, до такого зачинщика, гнезда Дробежевой, гнезда Дробежевой, вот так скажем, потому что мы все так себя чувствуем, кто росли под ее руководством, защищались, проводили проекты, поэтому это дорогого стоит. Вот. И завершая, наверное, я хотела бы коснуться еще одного аспекта очень важного и актуального для нас сегодня, на мой взгляд. Это тема наставничества. Потому что то, как Акадия Михайловна воспитывала в нас ученых, вот сегодня, к сожалению, вот эта традиция, она как-то у нас утрачивается, у нас обезличивается в университетах, я хочу сказать, в учебных заведениях из-за нового формата, из-за того, что много отчетности. Студенты отходят на какой-то вот задний план, да, впереди идут показатели, фокус, и масса всяких разных критериев, которые важны для отчетности. А вот личностное начало, которое, собственно говоря, и мотивирует студентов, и выстраивает им дорогу в путь науки, и учит вот такому ответственному отношению, вот это, к сожалению, у нас уходит на периферию. И мне очень хотелось бы, чтобы вот это сохранялось, потому что именно это делает из нас ученых и еще помогает становлению отечественной науки, тому, чтобы приходили новые силы, вот так же мотивированные, с такой же душой и с такой же ответственностью перед наукой и перед обществом, какой была для нас Акадия Михайловна. Она сама говорила о том, что она несет свет, вот тот, который зажигали шестидесятники, да, и вспоминает своего научного руководителя Кима, который говорил о том, что она приводит эти слова в советское время. У нас развитой социализм до Московской кольцевой дороги. Это вот как раз правдивые слова, которые ее руководитель озвучил вот в тот период тотального контроля, да, когда запрещались какие-то вот открытые вещи говорить. И вот эти слова стали для нее путеводной звездой. И в то же время она учила этому нас, о чем сегодня очень многие говорили. И вот поэтому вот эта тема наставничества, мне кажется, она очень актуальная. И я не знаю, удастся ли нам бороться с чрезмерной бюрократизацией образования, вот, но хотелось бы, чтобы все-таки поворот в человечность, он каким-то образом осуществлялся в нашем обществе. И, пожалуй, завершая, я скажу о том, что сегодня, несмотря вот на скорбную утрату, этот день светлый. И мысли все светлые сегодня прозвучали. И слова, и благодарность, и воспоминания. Поэтому я хотела бы поддержать вот с какой-то периодичностью вот такие встречи, для того, чтобы вот этот дух Акадии Михайловны поддерживался, не терялся, и он служил бы путеводной звездой для ученых будущих поколений, для молодежи. Спасибо.
Да, Лилия, это Леокадия Михайловна вас сегодня просила выступить завершающим. Мы сегодня на самом деле управляемся ею. И мы в это верим. Итак, значит, мы сегодня заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, которая произошла на широком евразийском пространстве. Мы встретились, давно лицом к лицу не встречались, сегодня встретились, и эта встреча, по пожеланию многих, должна быть продолжена в различных форматах. Так что давайте каждый думать. У нас есть Российское общество социологов, под эгидой которого мы провели на круглый стол. И это у нас возможность организационно собираться. Затем, значит, у нас вышло второе предложение – это опубликовать материалы круглого стола, то есть издать памяти Леокадии Михайловны Трубишевой, воспоминания, мысли и идеи. Тоже об этом будем думать. Так, в завершение всего нашего сегодняшней встречи хочется поблагодарить всех, кто сегодня был с каждым, потому что мы общались с каждым, как совершенно правильно Лилия сказала, мы все собрались, социологическая семья, созданная Леокадией Михайловной Трубишевой. У нас общее родство, у нас общая методология, у нас общие ценности. Так что давайте, значит, сфотографируемся. Кто-то откройтесь, кто там есть. Угу. Вот. Так, еще есть у кого-либо какие-то выступления для завершения? Ух ты! Вот видите, как у нас много интересных людей. Елена Пронина даже, оказывается, у нас присутствовала. Рим Валиахмедов помчался куда-то очень на важную встречу. Так, наш Бишкек с прекрасной шапкой. Где? А, вот он. Там еще ДНС, это другой, да? Я думаю, это его. Так, давайте-ка сфотографируйтесь, каждый. У меня нет телефона. Угу. Ну давайте, действительно, мы рядом с ними станем и сфотографируемся. Давайте-ка. Идемте. Угу. Где наша Алания? А фотографию потом пришлете? Ага. Обязательно мы каждому отдельности и в сообща сделаем. Да, они должны быть видны. Хая, эти кемтери. Нет, Юрий, вы не станьте сюда. Вы что? Вы не обслуживающий персонал. Садитесь сюда. Вы у нас председатель общества. Давайте-ка маски свои снимите на 1 секунду, чтобы было видно, что все-таки кто здесь. Не тащите, пока стоите. А мой телефон можно? Мой телефон лучший телефон. Давай. Какой приятный. Сейчас, 1 секунду. Пожалуйста. Нет, вы, Василий, вы должны тоже здесь стать. Вы где там ходите? Вы же у нас организатор. Да. Итак, Елена Николаевна, наша с вами идея удалась, так ведь?
Да. Всё, спасибо вам большое. Доброго вам дня. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Диана Алексеевна, а где видео трансляция будет? Только в этой самой... Пожалуйста. Хорошо. До свидания. Спасибо всем. Рада была видеть всех. Всем до свидания. До свидания.